Коллеги из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, с кем давно не встречались, тоже большой привет из Якутска, очень рады. Вижу Хангалас, Киулус. Предлагаю еще буквально 2-3 минутки подождать. Угу. Я не вижу. Коллеги, добрый день. Вы можете писать в чате, как ваше настроение, здороваться, знакомиться. Если есть желание оставить свои комментарии и данные о себе, мы просим в чате указать вашу фамилию, имя, отчество, телефон, ту организацию, которую вы представляете, для того, чтобы мы смогли связаться. Но у нас еще будет, так как это ярмарка социальных проектов, у нас будет к вам обращение, и будем надеяться на обратную связь. Так что предлагаем пользоваться активно чатом. Как настроение, коллеги? Напишите в чате. Можно в реакциях поставить. У нас уже день практически заканчивается. В Москве он только начался. У Александра Спивака все отлично. Наш эксперт на площадке. Здорово. Ждем еще наших экспертов. И буквально через минутку-другую мы начнем. Вижу Сунтарский центр. Добрый день. Директор СНИД стоит. Угу. Добрый день. Леонид, микрофоны отключим, да? Коллеги, микрофоны останутся включенными только для экспертов и тех, кто будет сегодня презентовать. Антонина Петровна, добрый день, очень рада вас видеть, такие родные лица. Пишите в чате, мы обязательно прочитаем, прореагируем. Ну что, я думаю, что мы будем начинать, да? Пора, добрый день. Мы рады вас всех приветствовать на нашей интересной встрече. Она называется «Ярмарка социальных проектов». Удивительно, что она у нас виртуальная. Я впервые на такой ярмарке. Мы были на разных выставках, форумах, конференциях, семинарах. И раньше многие из вас встречались в режиме офлайн, но у нас такая современная реальность, что мы перешли с вами на режим онлайн. Конечно, если использовать технологию ярмарку проектов, то это всегда большое пространство, это всегда выставочные материалы, это всегда обмены, это обмены мнениями, встречи людей, мы видим проекты, всегда есть раздаточный материал и так далее, что-то можно увидеть, пощупать руками. Но вот сейчас мы попробуем это сделать с вами виртуально. И я вас приветствую сегодня всех, кто подключается на ярмарке социальных проектов, некоммерческих организаций и бизнес-компаний в сфере развития институтов детства. Почему у нас такая узкая тема сегодня институтов детства? Потому что прямо сейчас, буквально полчаса назад, началось пленарное совещание, и у нас чуть раньше было торжественное открытие межрегионального форума «За будущее России»,
современные вызовы и консолидация регионов», посвященному десятилетию детства Российской Федерации. Но вообще это межрегиональная площадка, к нам сегодня абсолютно свободно могут зайти представители из других регионов, Общественная палата Российской Федерации. Устроители всей этой конференции — это, конечно, Общественная палата РФ, Общественная палата Республики Саха-Якутия, Целевой фонд будущих поколений. Вы сейчас находитесь на нашей площадке Фонд «Семья для ребенка», Единый ресурсный центр. Ну, собственно говоря, начнем. Да, можно следующий слайд. Я хочу для понимания немножко рассказать о центре, но если мы говорим о нашем центре, Едином ресурсном центре поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, который был создан в этом году, это для ориентира, потому что многие на этой площадке меня идентифицируют как руководителя фонда «Семья для ребенка». И мы, конечно, должны здесь немножко, наверное, сделать такой пиар для того, чтобы вы знали, что у вас есть еще одна потенциальная партнерская организация, с которой вы можете дружить, сотрудничать и так далее. Но вообще, если чуть-чуть о плане нашей сегодняшней встречи, это экспертное выступление в количестве 3 наших уважаемых экспертов, и затем мы будем с вами смотреть презентации проектов. После этого мы сможем с вами дать некий комментарий. И, кстати, вы будете оценивать эти проекты в режиме онлайн, так что тоже готовьтесь. И еще хотела бы сразу сказать, может быть, нам нужно время для того, чтобы сформулировать предложение в резолюцию данной конференции. Милости просим, пишите, пожалуйста, в чат, как вы считаете, что нужно сделать, какие предложения в адрес федерального правительства, регионального, муниципальной власти, общественной палате, некоммерческим, коммерческим организациям вы считаете сформулировать и донести для развития институтов детства в общем в Российской Федерации. И, давайте про центр буквально в 2 словах. Это понятно, что мы оказываем образовательные услуги, проводим семинары, тренинги, и вы можете обращаться к экспертам нашего единого ресурсного центра, который, кстати, был создан по поручению председателя правительства, ныне он губернатор Камчатского края Владимир Солодов. С его легкой руки наш фонд «Семья для ребенка» в феврале этого года стал еще и единым ресурсным центром. Мы занимаемся аналитикой и исследованием. В данный момент мы проводим исследование потенциала гражданского общества Республики Саха-Якутия, и, может быть, даже от нас к вам поступали анкеты, и мы все время просим, да, ответить на анкеты, и пристаем к населению, представителям некоммерческих организаций. Это очень важно для того, чтобы понять ситуацию, да, и выработать решения определенные. Мы также являемся разработчиками социальных технологий, и совместно с Минтруда Республики Саха-Якутия у нас родилась такая, я считаю, уникальная технология по социальному сопровождению граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. И сейчас она тиражирована в 3 больших, крупных муниципальных образованиях республики. И вот про грантмейкинг, это следующий слайд, пожалуйста. Вообще-то мы созданы были специально для администрирования конкурса грантов главы Республики Саха-Якутия на развитие гражданского общества в 2020 году. Что произошло в республике, и я вам покажу это чуть позже в цифрах. Если раньше у нас было 16 различных направлений грантовой поддержки, а мы с вами говорим именно, моя задача говорить об участии некоммерческого и коммерческого сектора в институтах развития детства. А вот как раз по мерам поддержки некоммерческого сектора в этом году 56 миллионов рублей было выделено из бюджета, консолидировано, и вместо 16 министерств и ведомств это все было по принципу одного
окна был создан один пул независимых экспертов, которых мы обучали и готовили. Именно наши эксперты занимались обработкой 256 онлайн-заявок, и вот вы видите внизу grants-yakutia.click, это портал, разработанный специально по типу фонда президентских грантов, чтобы мы с вами, некоммерческие организации, тренировались для участия в конкурсе фонда президентских грантов. Да, специально создан портал для участия в конкурсе. И я думаю, что это было здорово, потому что в пандемии было нам очень сложно отправить проекты, доставить их до города Якутска, собрать многочисленные справки и так далее. Можно следующий слайд. Так что для некоммерческих организаций, может быть, открою небольшой секрет, но конкурс, возможно, в следующем году стартанет уже в январе. Так что мы с вами должны готовиться, уже готовить свои проекты для того, чтобы принять участие в конкурсе. А здесь есть среди нас победители конкурсов гранта главы, мы еще их называем конкурс грантов Илдархана. Я вас всех с этим поздравляю. Еще у нас есть в республике ноу-хау. Это как раз, наверное, уже эффект, и об этом подробнее нам сегодня расскажет Евгения, представитель Алмаз-Эргенбанка, наш национальный банк. Мы сотрудничаем с ним с 2016 года. И наше сотрудничество от помощи выпускникам детских домов переросла до того, что мы стали администраторами грантового конкурса благотворительных и социальных проектов. И теперь у нас бизнес выделяет средства на некоммерческие проекты для НКО и для корпоративных волонтеров банка, исключительно на территории зоны присутствия банка. Следующий слайд. И сейчас моя задача, наверное, доказать все-таки, каким образом у нас представлен некоммерческий сектор Республики Саха-Якутия. Это будет интересно и для наших федеральных экспертов. И я думаю, вообще интересно знать тот рынок, кстати, в том числе рынок услуг, каким образом он представлен и развивается сейчас в Республике Саха-Якутия. Это будет очень полезно для тех, особенно для активных граждан инициативных групп, которые приняли решение или подумывают о создании некоммерческой организации. Ну, смотрите, исследование мы проводили в 2017 году в рамках госзаказа, и мы говорим на неоднородность вообще распределения. На данный момент уже не 2158 НКО, а за несколько лет у нас произошло увеличение, и сейчас у нас более 2400 НКО, которые распределены таким образом, что более 50% сосредоточены в городе Якутске, что может быть нормально, но треть территории самого большого региона в Российской Федерации, это 13 арктических районов, в них у нас менее 10% НКО. И поэтому за нами сейчас стоит, сейчас баннер, потом посмотрите, но за нами стоит баннер, который называется «Ресурсный центр Арктика». Почему? Потому что мы считаем, что там, где необходимо развивать некоммерческий сектор, там точно должен быть ресурсный центр. И давайте посмотрим по направлениям деятельности. Да, некоммерческий сектор, понятно, что на первом месте профсоюзы, но у нас такая особенность, что организации по поддержке и развитию спорта у нас стоят на втором месте, и представители коренных малочисленных народов Севера в такой организационной форме, как родовые общины, у нас занимают почетное третье место. И вот мы специально под пристальным таким вниманием всегда относимся к некоммерческим организациям, потому что сами такими являемся, к тем организациям, которые в рамках уставной деятельности оказывают поддержку детям, семьям, людям с инвалидностью, в сфере соцзащиты и так далее. И могу сказать, что их недостаточно. Если мы берем такую форму поддержки, как семьи, дети в трудной жизненной ситуации, у нас их не более 36. Это маловато, потому что потребность есть. Следующий слайд. И сейчас немного в цифрах.
Мы сделали такой анализ, начиная с 2018 года, участие некоммерческих организаций в различных конкурсах, субсидий, грантовых конкурсах по направлению поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. И смотрите, 2018 год львиную долю занимает у нас, получается, Минтруд и Министерство молодежи, то есть региональный бюджет, это субсидии, и совсем небольшой процент у нас представлен проектами фонд президентских грантов и фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Если мне не изменяет память, то это как раз был наш проект «Наставнический центр для выпускников детских домов». Следующий слайд. 2019 год, и идет уже динамика. Наши некоммерческие организации начинают все больше выходить за пределы Республики Саха-Якутия. У нас появляется новый донор, новый грантооператор, фонд Тимченко, и мы тоже рады, что мы одними из первых. Но я, кстати, хочу сказать, что были государственные бюджетные учреждения, которые получали гранты фонда Елены Геннадьевны Тимченко, и все-таки процент и суммы грантов, которые были получены от фонда президентских грантов, фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, у нас увеличивается. И давайте посмотрим следующий слайд, 2020 год. И здесь уже бордовое – это гранты главы Республики Саха-Якутия. Это около 33%. Мы специально изучили так как были администраторами, те проекты, которые именно идут по направлению поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. И у нас появляется новый грантооператор Алмаз-Эргенбанк. Я всегда радуюсь, когда наши некоммерческие организации свои проекты дорабатывают, структурируют, направляют на конкурсы фонда президентских грантов, выигрывают. И таким образом я считаю, что поступают инвестиции в виде грантов на территории Республики Саха-Якутия. И у нас появляется благотворительный фонд «Абсолют помощь», победитель конкурса которого у нас сегодня здесь тоже присутствует. И следующий слайд. Здесь у нас что-то сбилось, да, со значениями, я не вижу здесь значений, но могу сказать, что синенький столбик у нас показывает суммы грантов, а оранжевый – это столбики количества проектов. И с каждым годом мы видим, что наши проекты, направленные на поддержку институтов детства, увеличиваются, что отрадно, здорово. Но мы, как ресурсный центр, который призван оказывать образовательную поддержку, да, консультационную, мы просим обращаться к нам, подписываться на наш YouTube-канал. Мы с удовольствием, можно следующий слайд, для вас проведем семинары, вебинары, сейчас пока онлайн, в режиме онлайн работаем. То есть вы смело можете к нам обращаться, все наши контакты и данные будут в конце. И вот давайте теперь посмотрим о таком интересном реестре, да, поставщиков социальных услуг в Республике Саха-Якутия. Это история, это 2017 год. По результатам деятельности, вообще поддержки НКО-сектора, по результату активности наших социальных предпринимателей, мы видим, у нас было 18 индивидуальных предпринимателей, 8 представителей коммерческих организаций, 15 некоммерческих организаций. Мы в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и соцпредпринимательства мы находились по 2017 году на 3-м месте. Это среди всех регионов Российской Федерации. Это, конечно, я считаю вообще беспрецедентным. Ну и могу сказать, что так как мы делали исследования, меры поддержки в денежном эквиваленте были более 1 миллиарда рублей. Следующий слайд. Давайте посмотрим картину, как у нас сейчас рынок услуг развивается.
2020 год, реестр поставщиков соцуслуг, который полностью ведет Министерство труда и социального развития. Ну, для понимания, это те некоммерческие и коммерческие организации, которые оказывают услуги в рамках 442 федерального закона о социальном обслуживании, те, значит, коммерческие и некоммерческие организации, клиентами которых являются люди, дети, семьи в трудной жизненной ситуации. И смотрите, из всего этого спектра только 3 социально ориентированные некоммерческие организации оказывают свои полустационарные услуги, именно полустационарные, в сфере развития институтов детства. И хочу сказать, что здесь есть свои сложности в тарифах, в сроках компенсации, о том, что, конечно, непросто, особенно тем предпринимателям, которые оказывают стационарные услуги. У нас уже более 10 частных пансионатов для престарелых и людей с инвалидностью. Следующий слайд. И здесь тоже есть к чему стремиться. Вот есть еще такой для некоммерческого сектора созданный, действует достаточно активно, как показывает наш реестр, реестр исполнителей общественно полезных услуг в 2020 году. У нас уже 13 социально ориентированных некоммерческих организаций, 3 из этих организаций точно сейчас на площадке есть, они расскажут о своих проектах. Могу сказать, что мы вошли в этот реестр благодаря успешной реализации проекта Фонда президентских грантов и получили заключение от господина Чукалина, направили его в управление Минюста РФ по Республике Саха-Якутия, получили заключение, и мы официально стали 10-й организацией, которая вошла в этот реестр. Есть очень много вопросов. Зачем реестр? Что нам это дает? Какие бонусы? Пока мер таких мощных поддержки, как прописаны в ФЗ номер 7, особенно финансовые на 2 года, мы пока такого не видели, но могу сказать, что это имидж, и в грантах Елдархана в указе мы предусмотрели такой небольшой бонус. Те организации, которые входят в этот реестр, они получают 5 дополнительных баллов. Я думаю, что это тоже такой небольшой бонус, который и простимулировал наши НКО для вхождения в этот реестр. Из них 5, только пока 5 в сфере развития институтов детства оказывают свои услуги. Следующий слайд. И вот если говорить про доступность дошкольного образования, я тоже считаю, что здесь, особенно город Якутск, в свое время сделал рывок, когда наш нынешний губернатор, в прошлом мэр Айсен Николаев, значит, в рамках города Якутска разработали такую программу по государственно-частному партнерству и поддержке индивидуальных предпринимателей, которые оказывают вот такие услуги. И мы видим вот эти цифры, они достаточно, я считаю, неплохие, и могу точно сказать, что вот очередность в дошкольные учреждения в городе Якутске сократилась в разы, что показывает востребованность этих услуг на рынке. Следующий слайд. И куда мы вас приглашаем? Вот это тоже так интересно получилось для нашего фонда. Вначале нам, значит, в феврале было дано поручение председателя правительства о том, чтобы Единый ресурсный центр разработал интерактивную карту гражданских инициатив, на которой бы были видны все инициативы некоммерческие, социальных предпринимателей, активных граждан, волонтерских движений. Нужен некий портал. И мы приняли это поручение, но у нас не было финансирования. У нас не было финансирования, и в июне этого года наши коллеги из центра разработали проект, отправили на конкурс благотворительный фонд Владимира Потанина и выиграли грант, который сейчас реализуется, и я думаю, что в декабре этого года мы уже торжественно с вами виртуально перережем ленточку, и вы все свои инициативы, о которых мы сегодня услышим, точно сможете демонстрировать на нашей карте.
Следующий слайд, и он для меня заключительный на данный момент. Это напоминание про резолюцию. Здесь вот это буквально выдержки из тех предложений, которые уже внесены, которые мы только планируем. Это и с нашей стороны, из Целевого фонда будущих поколений. Уважаемые коллеги, я с удовольствием хочу сейчас передать слово нашим федеральным экспертам. Можно отключить презентацию, да. Эльвира Гарифуллина, вы у нас здесь? Да, здесь. Здравствуйте, коллеги, очень рада. У нас Я, утро, у вас уже вовсю день идет. да, я очень рада вас видеть и познакомиться с вами вот так, виртуально. Я хочу представить нашим коллегам Эльвиру Гарифуллину, руководителя программ благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Прошу любить и жаловать. Давайте мы узнаем то, что может нам предложить фонд, и вообще я некоммерческие организации в сфере институтов детства очень прошу обратить внимание на этот фонд. Спасибо, Спасибо, спасибо большое, Ольга. Вы знаете, я не только хочу предложить то, что может фонд, но я еще хочу попробовать показать, благодаря вызовам, которые встали сейчас перед десятилетием детства, мы знаем, да, что указом президента с 2018 года в нашей стране объявлено десятилетие детства, и более того, тот первый план, который был разработан в 2018 году, в этом году корректируется, и буквально уже сейчас, вот, насколько я понимаю, Министерство просвещения Российской Федерации практически со всеми уже профильными структурами согласовало. Я бы хотела как раз акцентировать отдельные проблемы, которые есть, всплывают, но это не то, что проблемы, я поэтому их обозначила как вызовы. Мне кажется, где вы можете тоже применить свой опыт, свои усилия. И в этом отношении, конечно, я попробую еще и сказать, да, почему это важно и почему это будет востребовано и государством с точки зрения там, вложения своих финансовых средств и расставления приоритетов, и различным донорам, включая и бизнес, и благотворительные фонды. Итак, я, наверное, выявлю не все, конечно же, вызовы, которые стоят, но то, что, на мой, в том числе субъективный взгляд, действительно очень важно. Но первый вызов – это профилактика насилия в отношении детей и реабилитация детей, переживших насилие. И, в принципе, есть те организации, да, которые специализируются на вот на этом пункте и тоже могут выделять средства. Более того, Россия ратифицировала, не ратифицировала, да, работает и по конвенции Ланцерота, так называемой. Это конвенция о противодействии сексуальной эксплуатации, сексуальному насилию в отношении детей. И я думаю, что это как раз действительно зона развития всех тех, кто работает в сфере защиты детства. Еще один пункт обозначу, не раскрывая сразу, забегая вперед, потом скажу о том, что сопровождаемое проживание детей и молодых взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития. Это как раз та тема, которая вроде уже несколько лет поднимается, но пока окончательно не решена. Есть отдельные положительные, кстати, примеры, но в частности, да, есть сильные организации, которые в этом работают, но как раз на уровне регионов таких организаций не так и много, и это тоже куда важно вкладывать усилия и донорам, и государству для того, чтобы решить эту проблему. И, наверное, я немного все-таки больше остановлюсь на профилактике сиротства и семейного неблагополучия, потому что это касается всех, да, это так называемая работа скромной семьей, в которой, с одной стороны, много кто работает и из государственных структур, и из некоммерческих организаций, но по большому счету у такого серьезного прогресса, как, например, там, с семейным устройством, мы пока здесь не наблюдаем. И поясню, в том числе через слайды исследования, да, что благодаря изучению этой проблематики вышло 3 таких важных приоритета. Это работа с семьями, которые временно помещают детей в детские учреждения для того, чтобы, с одной стороны, это стало действительно услугой, вот, но когда нет других проектов поддержки и форм поддержки. А с другой стороны, очень часто, помещая ребенка в детское учреждение, с семьей не работают. И, по сути, да, это потенциальное то же самое сиротство в будущем.
Еще одна проблема, которая вскрылась благодаря исследованию, это работа с семьями, у которых есть проблемы с алкоголем. И это действительно такая тема, ну, требующая, в общем-то, наших усилий. Ну и, конечно, адекватная, своевременная, доступная поддержка семей с детьми, с родителями с ОВЗ, это тоже очень важно. Насколько я знаю, просто была в том числе экспертом в фонде «Абсолют», я знаю, что как раз это тот фонд, который, ну, действительно серьезно вкладывается и в эту тему. Остановлюсь я еще и на теме, связанной с участием детей в обсуждении принятия решений и включении детей, в том числе уязвимых групп. И мне кажется, вот то десятилетие детства и те специалисты, которые работают в некоммерческих организациях, кто как никто иной, в общем-то, сами заинтересованы в этом. И по большому счету наш фонд очень активно поддерживает эту тему, поддерживал и исследования, и оценку с участием детей вот социальных проектов и социальных программ. И я надеюсь, что мы сможем эту деятельность продолжать и дальше. Ну и, конечно же, ни для кого не секрет, что очень важно все-таки работать и над повышением эффективности в сфере защиты детства. И это нельзя сделать без адекватной системы мониторинга и оценки детского благополучия, и внедрения технологий работы со случаем или вот позиции социального координатора. И мы прекрасно понимаем, что, конечно же, в основном наиболее хорошо и качественно это получается у некоммерческих организаций. И вот та клиентоориентированность, когда мы вместе, а не вместо, она тем более характерна для некоммерческих организаций. Мне кажется, именно поэтому в том числе и государство все больше обращает свой взор на организации из третьего сектора. По большей степени я, наверное, как раз разовью тему внедрения доказательного подхода в сферу детства, именно потому, что мы, и не только мы, заинтересованы и активно поддерживаем те организации, которые начинают формировать доказательную базу. И объясню, почему вам это важно и может помочь, в том числе и с точки зрения фандрайзинга, да, привлечения ресурсов. Итак, вообще, если мы возьмем, поделим вообще сферу поддержки детей, то их можно выделить условно три больших уровня. Это, ну, универсальные услуги, да, которые, в общем-то, для всех семей, для всех детей есть. И, скажем так, более фокусные, целенаправленные действия, ну, например, в отношении там семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Или третий уровень, там, интенсивное вмешательство, то есть когда ребенок уже остался там без законных представителей в лице родителей, да, и помещается там в детское учреждение. И мы как раз поговорим, что очень важно понимать, да, вот на каком из уровней мы работаем как вот некоммерческая организация для того, чтобы сонастроить и, собственно говоря, улучшить и повысить эффективность своей деятельности. Ну и я бы хотела очень коротко просто рассказать про то исследование, которое мы проводили в прошлом году вместе с аналитическим центром при правительстве Российской Федерации, которое выявило, с одной стороны, портрет ребенка, который попадает в детские учреждения. Мы видим, да, это чуть больше мальчиков, подростков, имеющих проблемы со здоровьем из многодетных, неполных семей. С другой стороны, это же исследование показало, что вот как раз то, что мы вначале говорили, если с точки зрения уменьшения детей в учреждениях, да, вот качество семейного устройства растет в нашей стране, то у нас всплыла вторая проблема. У нас есть дети временно помещенные, которые формально не относят к детям, оставшимся без попечения родителей, но по факту, по сути, да, они все равно проживают какое-то время в учреждении. И этих детей, кстати говоря, не так уж и мало, да, более 27 тысяч. Ну, то есть, по большому счету, это уже, если еще немного, да, это может дотянуть. Ну, сейчас это практически чуть больше половины вообще детей, которые, ну, дети со статусом, да, то, что называют, вот около 42 тысяч детей, которые остались без попечения родителей, и еще около 30, по сути, тысяч, да, это дети, которые формально не остались, но проживают. Это тоже может стать хорошей зоной приложения наших усилий. И вот с этой точки зрения как раз можно посмотреть на разные причины попадания детей в учреждения. В целом же, вот как мы уже говорили, алкоголизм – это та сложность или та проблема, которая максимально дает прирост детей в учреждения. Еще мы можем говорить о том, что вот с точки зрения временно помещенных все-таки как раз бедность, плохое материальное положение зачастую становится более характерно вот для временного помещения. Ну и обратите внимание, пожалуйста, что вот
очень часто временно помещаются как раз те дети, которые имеют заболевания, да, или ограниченные возможности здоровья и развития. И не только потому, что родители хотят отказаться от этих детей или потому, что происходит отобрание этих детей из семьи, а именно потому, что в шаговой доступности нет качественной профессиональной поддержки таким семьям. И именно поэтому это тоже возможности вот, ну, для некоммерческих организаций посмотреть, то есть, вот, как мы говорим, да, с точки зрения маркетинга, где наши усилия могут быть более полезны и более востребованы. И, конечно же, на это тоже обращает внимание государство, ну, в том числе, да, и через субсидии, и через, ну, специально организованные грантовые конкурсы. Но что касается доказательного подхода, то я хотела бы обратить ваше внимание, что в основе этого подхода лежит триангуляция. То есть когда та информация, доказательная база, собирается из 3 источников. Прежде всего, это мнение самих специалистов, их опыт, данные мониторинга и оценки. Во-вторых, это научные исследования, научная база. И это не обязательно, что мы сами проводим. Мы можем и опираться на те уже научные исследования, которые есть. Поэтому я очень ратую за то, чтобы вот любые научные исследования, да, там в обобщенном виде с выводами были доступны всем, потому что это наша возможность, в общем-то, да, сонастроить нашу деятельность. Ну и, конечно, вот тот самый принцип клиент-ориентированности – это ориентация еще и на интересы и потребности получателей самой практики. В нашем случае, да, в сфере детства, это семьи и дети. И вот, кстати, про детей очень часто забывают. И по большому счету мы всегда почему-то воспринимаем детей как приложение наших усилий. А нам важно увидеть в ребенке субъекта, клиента, да, с которым тоже можно обсуждать многие вещи. Я бы хотела вам предложить ознакомиться со стандартом доказательности практик. Он есть на нашем сайте. Я вот Ольге отправляла презентацию. Я думаю, что участникам Антона тоже будет доступно, потому что в рамках этого стандарта описано, вот что же такое доказательный подход и почему и как мы можем его использовать. И более того, там даются примеры, как нам попробовать подтянуть или описать свою практику в доказательном ключе. И в этом отношении я просто вот, ну, показываю, что с одной стороны вот это описание должно включать понятное, краткое, такое технологичное, да, алгоритмизированное описание вот самой практики, самого проекта. С другой стороны, обоснование дизайна этого проекта или этой услуги, да, или этой практики, то есть почему выстраиваются такие причинно-следственные связи, которые приводят вот к таким результатам, которые мы хотим увидеть, связанные с изменением качества жизни, да, улучшением благополучия детей. Ну и, наконец, в чем еще отличие, да, дополнительное, дается и описание тех результатов, которые мы получаем благодаря вот реализации этой практики. Причем это результаты не связаны с тем количеством мероприятий, которые мы провели, да, или количеством участников этих мероприятий. А еще раз повторю, это действительно такие качественные социальные результаты, связанные с изменением жизни ребенка. Ну и даются приводится доказательная база, вот за счет чего мы можем увидеть, да, эти изменения или эти результаты. То есть, по сути, как мы можем пощупать, потрогать, да, вот то, что действительно эта технология работает, да, и этот проект реально приводит к значимым результатам. Я не буду останавливаться вот на том, на что эксперты обращают внимание. У вас это тоже будет, ну, перед глазами, и есть же вот в этом стандарте описано. Но это на самом деле, вот если вы его посмотрите, поможет вам при подаче на любой грантовый конкурс правильно, грамотно уже структурировать саму подачу вот в доказательном ключе, потому что по большому счету это уже не просто, ну, как бы, первые такие шаги, да, это уже становится трендом у любого донора, ориентироваться на то, какие значимые результаты достигает проект, да, и это поможет вам в описании ваших проектов в доказательном ключе. Ну и, конечно, наверное, нам всем достаточно приелись вообще реестры, вроде когда каждая организация пытается создавать реестры, но тем не менее есть уже реестры на основе доказательного подхода. Такие есть международные реестры, вы можете тоже ознакомиться с ними, но в России есть партнерский реестр, более того, официально в десятилетии детства зафиксировано, что нужно развивать и вкладываться в доказательный подход. Мы вместе с партнерами, в том числе с Агентством стратегических инициатив, с Эволюцией филантропии, Московским государственным психолого-педагогическим университетом и фондом детей
находящихся в трудной жизненной ситуации, как раз работаем вот над внедрением этого доказательного подхода. И вот такой первый прототип, он уже есть вот у фонда Тимченко. И в этом отношении наша задача как раз вот отпилотировать и сделать так, чтобы этот реестр стал использоваться и потом передислоцировался на базу, ну, например, вот в частности, да, мы там вели предварительные переговоры аналитического центра при правительстве Российской Федерации, чтобы различные структуры могли к нему обращаться. А теперь что же дает, да, попадание в этот реестр? Потому что в этот реестр попадают только те практики, которые смогли описать себя в доказательном ключе и прошли независимую верификацию. И это возможность, кстати говоря, когда практики даже инновационные, да, когда еще нет результатов, ну, то есть это новые практики, они тоже могут сразу стать вот на описание в доказательном подходе, просто они уже будут понимать, то есть у них уже будет тогда дизайн сам сформирован грамотно, да, и они будут понимать, какая доказательная база должна собираться для того, чтобы можно потом было ее предъявить и вот перейти уже в разряд, да, практик с доказанной эффективностью. И в этом реестре попадания, да, его позволяет на самом деле, в общем-то, как раз получать то самое финансирование. И мы сейчас как раз уже наши, даже вот с кем мы там взаимодействуем там с донорами, говорим о том, что уже можно даже не проводить конкурсы. То есть те организации, которые попали в реестр, уже априори доказали свою эффективность вот с той практикой. Их можно просто брать и финансировать как вот деятельность, причем в долгосрочной перспективе, не только краткосрочной. Плюс сами организации, они же еще, попадая в этот реестр, становятся уникальными носителями передачи опыта, который у них есть, потому что он уже оформлен, да, он уже, собственно говоря, верифицирован, и по большому счету организация может уже начать продавать свой опыт, то есть оказывать платные услуги по его тиражированию, консультируя в том числе другие организации, да, ну, по внедрению этого опыта. Что касается же начинающих организаций, то это как раз возможность очень быстро понять и собрать, воспользоваться той информацией, которая есть, и понять, как дальше стратегически развиваться, да, что нужно внедрять и каким образом это можно внедрять. То есть, по сути, тиражировать существующий, уже оправданный результативный опыт. Ну и понятно, что для государства и доноров это, конечно же, эффективные инвестиции в социальную сферу. И по большому счету это, вот, как мы уже говорили, да, снижение затрат в процессе анализа и принятия решений, потому что не надо уже тратиться достаточно много и долго на административные вещи, там, связанные с организацией этого процесса, да, потому что вот здесь уже проще воспользоваться. Ну и для самих, скажем так, получателей практики, а именно для детей и семей, это определенное уже качество тех услуг, которые они получают, и удовлетворенность, соответственно, от этих услуг. Ну и когда мы уже говорили, да, что очень важно воспринимать ребенка как субъект взаимодействия, я хочу сказать, что вот общение с ребенком, вовлечение его в обратную связь, прислушивание к этой обратной связи, оно не только повышает качество жизни ребенка и помогает нам корректировать, улучшать нашу деятельность. И это не только новые знания для науки или более точные ответы на те сложные вопросы, которые мы пытаемся решить. Это еще на самом деле вдохновляет и самих детей, потому что способствует их и развитию самоуважения, мотивации, но и вдохновляет нас, взрослых, потому что иногда нам кажется, что вот мы как белка в колесе крутимся, много чего делаем, устаем, а вроде никаких результатов видимых не видим. И вот обратная связь детей на самом деле позволяет нам увидеть и результаты нашей деятельности, и у нас прям крылья тогда сразу вырастают за плечами. Конечно же, есть еще барьеры. Барьеров много на пути, вот, это достаточно непривычный подход. Это и перегрузка и детей, да, и перегрузка специалистов, и иногда и недоверие, что, ну, как бы, что нам дети могут там умного сказать. Вот там будут говорить, что, типа, хотим есть конфеты и не ходить в школу. Вот забегая вперед, скажу, что ни разу ни один ребенок за несколько лет вот взаимодействия не сказал такой фразы. Но дети при этом подмечают очень важные вещи, на которые мы, взрослые, не обращаем внимания. А мы говорим, да, что качество жизни ребенка не может зависеть только от нас, от специалистов. Очень важно как раз смотреть на все нюансы, которые позволяют нам говорить о детском благополучии. Ну и как примеры я хочу рассказать, что у нас есть на сайте, вы можете бесплатно скачать
представление, когда дети сами готовят и делятся своим опытом, готовят спектакли, пишут дневники, на основе этого готовят спектакли, пишут книги. У нас есть журнал «СИД» называется, можно бесплатно тоже на него подписаться. На самом деле в этом журнале обязательно мы и про участие детей рассказываем, и про ваши практики тоже готовы рассказывать, и приводим практики, которые вот как раз в доказательном ключе уже формулируются, и рассказываем о тех мероприятиях профильных, которые прошли, о трендах международных, российских в сфере детства. И более того, мы, конечно же, стараемся публиковать те возможности, которые есть для некоммерческих организаций в этом журнале, чтобы вы могли там пользоваться и вовремя успеть податься на тот или иной конкурс. Ну и мне бы хотелось еще сказать о том, что, конечно, нам всем нужны ориентиры. Ориентиры в виде, ну, в частности, это может быть, да, индекс детского благополучия. И вот международный опыт позволяет нам уже его использовать, и мы видим, что детское благополучие на самом деле разные вот эти показатели, да, которые мы там отслеживаем или хотим отслеживать, можно сформировать в определенные домены или группы показателей. И в частности, да, кто-то как раз может работать там в направлении, связанном там с безопасностью, здоровьем детей, кто-то с отношениями в семье, кто-то с отношениями с сверстником, кто-то с образованием. Но это позволяет нам из различных данных, которые собирают много и в большом количестве и ведомства, и мы, некоммерческие организации, все-таки выделить те наиболее важные показатели, да, которые говорят о наиболее важном в разных разрезах, и то, что позволяет нам оценить и эффективность, и действительно положение детей и в нашей группе, да, целевой, с которой мы работаем, и в целом в стране. Поэтому, заканчивая свое выступление, я хочу подвести итоги и выделить 4 принципа эффективной системы защиты детства, которые, как мне кажется, могут быть применимы и на уровне федеральном, и на уровне региона, и на уровне наших организаций. Это принципы фокус на ребенка и достижение конкретных результатов относительно ребенка. Это возможность быть ответственным или внедрение технологии работы со случаем, да, куратора в случае социального координатора, который может привлекать необходимые службы и отслеживать результат. Это и доверие, формирование доверия к нам, к социальным службам и со стороны семьи, и со стороны детей, и со стороны общества. И, конечно же, это проактивный подход. То есть мы не реагируем там не на справку, а мы развиваем низкобарьерные формы поддержки. И мне кажется, это то, в чем очень сильно отличаются некоммерческие организации, и это то, на чем мы можем делать упор, в том числе и при написании заявок на гранты, потому что благодаря этому нас видят и государство, и другие доноры. И, конечно же, опираясь вот и на данные, которые мы получаем от детей, их мнение, да, это тоже нам помогает быстрее сонастраиваться, мы более гибкие здесь. Вот все, о чем я вам рассказывала, по большому счету, вы можете еще дополнительно посмотреть и в журнале, и на портале для специалистов сферы защиты детства. И там есть и различные рубрики, и про доказательный подход, и про участие детей, и конкурсы, которые мы объявляем, да, и в которых можно и нужно принимать участие. И, конечно, еще есть кто работает с замещающими семьями, да, сайт для приемных семей, и специалистов, вот, которые работают с замещающими семьями. Я всегда, коллеги, открыта любым вопросам, предложениям, мои контакты есть. Пишите, звоните, будем взаимодействовать. И я очень хочу пожелать вам успехов, с одной стороны, потому что, мне кажется, не всегда труд здесь, иногда вот этот маленький важный элемент, связанный, как правильно подать заявку на грант и как убедить дать финансирование на свой проект, он очень хорошо реализуется, если вы все-таки встанете вот на рельсы доказательного подхода, потому что он как раз позволяет показать ваши проекты с лучшей стороны. Спасибо большое за внимание. Огромное спасибо, Эльвира, за ваше выступление, потому что оно нас сейчас, наверное, к таким горизонтам более профессионального подхода, да, в развитии некоммерческих организаций, более профессионально доказательной практики, это, наверное, более профессиональные услуги. И я хочу пожелать вам развития, процветания, вам лично и фонду, который вы представляете, а нашим коллегам, конечно,
особенно некоммерческим и коммерческим организациям, действительно, мне кажется, нам надо брать ориентир на уже более научный, да, такой фундаментальный подход, что нас точно приведет, ну, если не к гранту, то к составлению конкуренции государственным и муниципальным учреждениям. Да, спасибо вам большое. Мы продолжаем нашу пока что экспертную, да, часть, и с удовольствием нашего друга, я бы хотела сказать, даже наставника фонда «Семья для ребенка» хочу пригласить Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Мы совместно с Александром, наверное, с 2010 года под эгидой «Семья для ребенка». Тогда еще была такая программа, которую мы разработали, межведомственную, большая, куда мы приглашали вас на проведение обучающих семинаров. Помните, Александр, это было здорово. Мы продолжаем сотрудничество. В прошлом году вы были у нас, и здесь есть специалисты, руководители учреждений, которые точно присутствовали на вашем семинаре. Но я думаю, что сегодня на нашем мероприятии вы нам расскажете, поделитесь о проекте, который вот направлен на продвижение, да, лучших практик в сфере защиты детей. Мы с удовольствием передаем слово вам, Александр. Спасибо. Меня хорошо слышно? Добрый день, Ольга, уважаемые коллеги. Очень рад вас видеть. Я подхвачу то, что начала говорить Эльвира. Мы тоже партнерствуем с благотворительным фондом Елены Геннадия Тимченко много лет, и как раз в партнерстве видим возможность усиливаться, взаимодополнять друг друга. Это в полной мере относится и к нашему взаимодействию с организациями из Республики Саха, как государственными, так и негосударственными. Мы занимаемся, и одна из наших ключевых задач – это содействовать государству в решении проблемы сиротства и семейного неблагополучия. Поэтому я продолжу то, о чем Эльвира говорила. И важным является здесь не только предоставить вам, как организациям, которые работают в этой сфере, какие-то возможности, но и использовать тот опыт, который вы в своей практике накопили, те знания, которыми вы обладаете, и те решения, которые вы придумали у себя на месте в своей работе для решения этой проблемы с той или с другой стороны. Мы знаем, во-первых, что люди в Республике Саха очень инициативные, очень творческие. И, видимо, из-за не очень простой транспортной схемы, из-за отсутствия возможности всегда прибегать к ресурсам и помощи извне, всегда изобретают какие-то свои способы решать проблему, которые часто оказываются очень интересными, и в них есть очень много рациональных зерен, которые можно изучать всем организациям, негосударственным и государственным во всех регионах страны. Кроме того, есть существенные особенности не только климата, но и организации жизни на таких территориях, север, дальние регионы Сибири, Дальнего Востока занимают огромную часть нашей страны, и поэтому рецепты решению проблем семейного неблагополучия должны быть не только те, которые применимы в крупных городах, таких как Москва или Новосибирск или в Центральной России, но и в любой точке страны. Поэтому опыт, который учитывает особенности региона, опыт, который учитывает расстояние, опыт, который учитывает уклад жизни в самых разных регионах, областях, краях, республиках страны, тоже очень важен. И, кроме того, последнее здесь, что хочу сказать, это то, что те решения, те практики, те услуги, тот опыт, который накоплен, очень важно, чтобы он не оставался только лишь достоянием того муниципалитета или той организации, тем более, которая его сформировала. Важно строить из многообразия опыта систему, которая бы работала на благо
детей и семей всей страны. Поэтому мы в очередной раз вернулись в своем фонде уже в этот раз не одни, а в партнерстве с очень серьезными организациями, с Национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики и с Агентством стратегических инициатив к теме и к задаче обобщить и систематизировать то, что позволяет нам всем реально уменьшать количество неблагополучных семей и сирот. Ольга сказала, что не так много, но есть и среди нас, и есть в республике такие организации, которые в этой сфере напрямую работают, которые работают с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации, которые работают в сфере устройства детей в семьи. Мы знаем, что это тоже в значительной степени профилактика, поскольку устройство детей в семью, детей, уже ставших сиротами, позволяет им не воспроизводить неблагополучие и сиротство в следующих поколениях. Ольга проводила в свое время в своем фонде исследования, которые тоже показывали, что выпускники детских домов, выпускники организаций, те дети, которые очень долгое время провели в учреждениях, не только в детских домах, но и в социальных центрах, испытывают на порядок больше трудностей в том, чтобы сформировать благополучное будущее для себя и своих детей. В этом направлении мы решили систематизировать тот опыт, который накоплен, и что является не менее важной задачей, не просто изучить, написать книжку или сделать презентацию на конференции, но и предъявить его напрямую главам регионов и ответственным ведомствам для того, чтобы у них был ориентир, у них была такая карта возможных действий, рецептов и решений, которые можно применять. У нас сейчас ситуация складывается вроде бы в целом позитивно в этой области, но сохраняются очень серьезные проблемы. Я в такой экспертной части, наверное, потрачу несколько минут, чтобы их обозначить. Мне кажется, это важно. У нас общий уровень социального сиротства, безусловно, снизился. Сиротство, как последствие семейного неблагополучия, сейчас не в такой степени остро стоит, как в конце 90-х, середине 2000-х. Общий экономический уровень, безусловно, подрос, и последствия той социальной революции, не побоюсь этого слова, которые произошли в 80-х, 90-х годах, они постепенно сглаживаются. И уровень обязательств и возможностей государства тоже вырос, конечно. Появилось много форм помощи, поддержки семей, которые также влияют на это. Как результат у нас число детей, которые так или иначе разлучились с кровной семьей, за последние 10 лет с 700 тысяч снизилось до 519 или 520 примерно тысяч, включая сюда и детей усыновленных, и детей, которые находятся под опекой, и детей в учреждениях. Но общее число социальных сирот снизилось, и доля детей сирот в детском населении также снизилась до примерно 1,5% всего нашего детского населения. Но первый момент. В каждом регионе очень разная ситуация. Если мы посмотрим, я сейчас не сделал слайд с графиком, но я могу в материалы вам его выслать, это очень такие интересные картинки. А если мы возьмем общероссийский показатель доли числа сирот среди детей и возьмем каждый конкретный регион, то большинство регионов имеют показатель больше, чем общероссийский, ежегодно выявляемых детей-сирот. То есть меньше 40 регионов имеют ситуацию лучше, чем в целом по России, и больше 40 регионов имеют ситуацию хуже. Очень большое разнообразие, и мы понимаем, что система помощи семье, система профилактики неравномерно выстроена на территории, и больше того, она неравномерно выстроена и в каждом конкретном регионе. В разных муниципалитетах может оказаться очень разный объем, возможности, качество организации помощи. Я вижу, коллеги, кто-то
кивает, видимо, это действительно соответствует тому, что вы наблюдаете, да, у себя в вашей практической работе. Второй момент. Если мы посмотрим на те цифры, которые нам демонстрируют похожие на Российскую Федерацию страны с такой достаточно развитой экономикой, да, то мы увидим, что там еще на 1% детского населения число детей, оторванных от семьи, меньше. Он составляет 0,4, 0,5, 0,6% детского населения, а не 1,5%. Если мы переведем это в цифры и в задачи, то мы можем сказать, что у России есть все возможности еще на 1% детского населения снизить уровень сиротства. Это ни много ни мало около 300 тысяч детей из наших 30 миллионов. То есть если взяться за руки, что называется, и уже на этом этапе, на этом уровне повысить качество, результативность и непосредственной работы, и ее организации, ее законодательного обеспечения, ее методического обеспечения, то мы сможем еще для 3, ну так вот, может быть и лучше, да, но если там брать за ориентир похожие государства, мы можем еще на 300 тысяч детей уменьшить число сирот. Мы можем еще 300 тысяч детей сохранить в их родной семье с тем, чтобы они там нормально, благополучно жили и воспитывались. Последний момент – это ситуация эпидемии. Мы еще не понимаем целиком ее последствий среднесрочных и там на несколько лет вперед. Мы можем сказать, что мы внутри ситуации пока достаточно в ошпаренном состоянии находимся в стрессе, и, наверное, долгосрочные последствия сложно себе представить. Но есть цифры, которые показывают, что у нас будут проблемы, в том числе в сфере семейного благополучия и его влияния на детей. Первый момент – это бедность. Вот Высшая школа экономики, партнер нашего проекта, Институт социальной политики, посчитал, что денежные доходы населения России в целом в момент разгара пандемии упали на 12%. Меры поддержки, которые были приняты финансовые со стороны государства, позволили компенсировать только 1/10 часть из этих 12%. 9/10 это все-таки провал по доходам, провал по благосостоянию, да, провал по денежным ресурсам, которые мы можем использовать, в том числе для того, чтобы нормально поддерживать семью, кормить детей и так далее. В семьях с детьми в возрасте до 7 лет, то есть в семьях, имеющих детей младше 7 лет, компенсируется в среднем 43% утраченного дохода, а в семьях с детьми старше 7 лет только 24%. Но мы знаем, что многие меры поддержки направлены на детей маленького возраста, да, и на матерей, и родителей, имеющих детей маленького возраста, поэтому такая разница. При этом и до пандемии дефицит доходов в семьях с детьми был существенно выше, чем в других семьях или в среднем по стране. Бедность семей с детьми до эпидемии оценивалась 21-26%, то есть это доля семей ниже прожиточного минимума, да, среди всех семей. Доля бедных среди семей, да, а теперь она оценивается на уровне 31-35%, то есть рост с 21 до 31 на 10%. Это риск и это факты провала в бедность. Бедность является фактором, который запускает неблагополучие, и мы по 90-м годам, изучая проблему сиротства, знаем, что именно история, в том числе с утратой возможности нормально зарабатывать и нормально обеспечивать жизнь, становится спусковым крючком к тому, чтобы появлялись проблемы в родительско-детских отношениях, воспитании детей, насилии, то, о чем Эльвира упоминала, да, и так далее, и так далее. Поскольку не все справляются с таким стрессом и не все могут конструктивно, по мере возможности, реагировать на эту ситуацию. В
тех семьях, где и так имелись проблемы социально-психологические внутри семьи, вот эти внешние шоки, внешние угрозы, они начинают приводить к насилию, к пренебрежению нуждами ребенка, к конфликтам, и, соответственно, эта ситуация развивается, может дойти до вмешательства органов охраны прав детства, органов опеки и так далее. Плюс к этому непосредственно эпидемия напрямую рушит сложившийся уклад жизни, если мы не говорим про деньги и про экономику, мы говорим о взаимоотношениях. Дистанционное обучение, нахождение родителей с детьми постоянно вместе в совершенно непривычном формате, да, стресс, опасения за свое здоровье, это же тоже фактор, да. Те люди, которые провели самотестирование по шкалам стресса, обнаружили совершенно зашкаливающие показатели у себя в середине лета этого года. Это тоже создает сложности и влияет на то, как у нас складывается семейная ситуация. И опять, чем меньше в семьях внутреннего ресурса для того, чтобы преодолевать самые разные жизненные трудности, тем больше риск, который заключается в том, что эти семьи могут дойти до достаточно серьезных нарушений прав ребенка, которые окажутся на карандаше у органов опеки. Пока мы не видим этих цифр, поскольку обычно дети самостоятельно не обращаются за помощью, а выявление в связи с карантинными ограничениями у нас тоже так или иначе страдает. Но, например, те организации, которые занимаются домашним насилием, имея в виду насилие между взрослыми членами семьи, говорят о радикальном росте показателей обращений. По аналогии мы можем сказать, что наверняка и в отношении детей во многом скрыто эти процессы происходят. И поэтому уровень риска для роста показателей по социальному сиротству сейчас очень серьезный. То есть мы еще этого не видим в отчетах о работе соцзащиты органов опеки, но если заранее не подготовиться, это может стать неприятным сюрпризом. В сфере семейного устройства свои проблемы. Останавливается процесс знакомства детей с потенциальными опекунами, приемными родителями, усыновителями из-за карантина. Да? Останавливается процесс организации работы с населением по поводу вовлечения их в прием семей. И там тоже очень существенное снижение числа детей, устроенных в семью, могут быть. Вот это проблемы, которые привели нас к необходимости именно сейчас, именно в это время, что называется, на опережение, постараться разработать инструментарий, который позволит регионам сделать существенный скачок в сфере сиротства и повысить качество и организованность этой работы. Сейчас для этого есть момент не только проблемный, но и благоприятный, поскольку Ольга очень много говорила о развитии некоммерческого сектора, финансовой поддержки, грантовых механизмов, создания реестров. Сейчас еще момент времени таков, что НКО начали доверять. И та же самая эпидемия создала ситуации, когда некоммерческие организации буквально за несколько недель совместно с государством сделали те вещи, которые раньше от них не ожидалось. И государство в лице федеральных профильных министерств увидело, что НКО – это очень надежный, конструктивный партнер, который в этой ситуации в большей степени думает о благополучателях и готов работать. И решения, которые предлагали некоммерческие организации, были приняты и превратились в приказы и письма официальные буквально за несколько недель. И огромный объем добровольческой помощи, да, который был признан на уровне президента. И государство теперь видит, что некоммерческий сектор – это организации, которые действительно решают проблему и могут иногда решать ее более гибко, быстрее и эффективнее. Это создает нам окно возможностей. Что мы вкратце хотим сделать? И это напрямую касается вас всех, поскольку
Мы любой регион рассматриваем как источник позитивного и передового опыта, в том числе наших партнеров с Саха-Якутией. Высшая школа экономики в партнерстве с нашим фондом сейчас проводит такой опрос, исследование, и мы спросим у всех организаций, которые так или иначе работают с семьями и детьми, какие они видят в своей работе ключевые способы, которые позволяют сохранять семейное благополучие, не допускать сиротства, быстрее устраивать детей в семью, да, и помогать детям-сиротам. Вот для всех этих групп. В том числе это относится и к детям с особенностями здоровья и инвалидностью, поскольку мы знаем, что для них тоже риск сиротства очень большой, большая доля таких детей воспитывается в учреждениях. В силу того, что родители родные не могут достаточным образом создать условия для них. Не существует таких услуг, нету форм поддержки, чтобы такие дети могли жить дома. Поэтому для них мы тоже ищем решение проблемы сохранения их в кровной родной семье. Так вот, мы попросим, и в этом смысле через Центр ресурсный и Фонд будущих поколений надеемся среди вас распространить такое письмо с запросом о том, чтобы вы поделились с нами теми решениями, которые вы считаете действительно результативными. Это не то, что должно обязательно на этом этапе соответствовать стандарту доказательности, о котором говорила Эльвира. Да? Сейчас просто, по крайней мере, то, что вы сами воспринимаете и оцениваете как эффективный опыт, видите его результаты, понимаете, каким образом они достигнут. Будет собран такой большой объем информации. Кроме того, мы попросим и органы власти, соответственно, поделиться опытом взаимодействия с некоммерческим сектором, да, где они видят здесь эффективные варианты, эффективный опыт сотрудничества в решении проблем семейного неблагополучия и сиротства. После этого, уже углубляясь в эти материалы, мы с каким-то количеством коллег планируем провести интервью или анкетирование, там и то, и другое предусмотрено. И результатом анализа всех этих материалов станут рекомендации, которые будут сделаны вместе с университетом. Высшая школа экономики известна тем, что она напрямую обслуживает правительство и предоставляет рекомендации, аналитику, отчеты, исследования по широкому спектру всяких социальных, в том числе, проблем. И мы надеемся, что это те рекомендации, которые попадут непосредственно на стол губернаторам и заместителям глав, да, глав регионов, президентам республик и так далее, в которых это не будет огромная энциклопедия всего на свете, но это будет ориентировка для них, предназначенная для того, чтобы, если ставятся серьезные, существенные задачи по повышению качества помощи семье, профилактической работе, что не упустить, что принять во внимание, на что опираться. И в этих рекомендациях будет отсылка к конкретным практикам и конкретному опыту по разным сюжетам, да, которые предоставили те или иные организации. То есть ваши кирпичики лягут внутрь здания общей системы, и с самим кирпичиком тоже можно будет там, по ссылке пройти, да, и познакомиться, в чем, собственно говоря, опыт состоит. Мы надеемся к весне такой материал в проекте его, да, в черновике создать, и часть регионов уже высказала свое согласие и намерение его начать использовать в будущем, в 2021 году, в каком-то масштабе, да, учиться, апробировать его и к концу 2021 года принять решение о том, что делать дальше. Мы, конечно, готовы это продолжать делать и с другими регионами, и с Республикой Саха в том числе. А сами по себе практики отдельных организаций при этом попадут в базу социальных практик Смартеки, Агентства стратегических инициатив, и, соответственно, с их помощью будут тиражироваться, распространяться, пропагандироваться, популяризироваться и так далее. Вот если говорить не совсем долго, в чем состоит проект, в конечном счете он поможет региону грамотно и квалифицированно строить систему, а на этапе создания практик очень рассчитываем на
ваше участие, вашу поддержку с тем, чтобы и те проекты, которые поддерживались грантами главы, да, республики и президентскими грантами, и которые вы сами реализовывали, если вы видите там элемент каких-то ключей к тем замкам, которые нам мешают, да, какие-то проблемы, и видите способ их решения, который может быть коротко и ясно изложен, то мы будем очень рады этот материал передать экспертам, познакомиться с ним и тем самым обогатить нашу общую копилку доказательного знания. Спасибо. Отлично, спасибо большое, Александр. Это, наверное, действительно, во-первых, очень актуально. Всегда центры, фонды такие известные, как ваши, с таким большим опытом, вы занимались так или иначе сбором успешных практик, технологий, да, каких-то интересных проектов. И мы очень многому учились у вас, но я считаю, что действительно в регионах есть уникальные практики работы с семьями, с детьми, которые, возможно, именно здесь и сейчас эффективны. И мы, конечно, примем участие в вашем исследовании, готовы. Я думаю, что целевой фонд будущих поколений нас поддержит. И, коллеги, мы все равно будем обращаться к вам, особенно в муниципалитеты, в районы, к некоммерческим организациям, которые так или иначе связаны с детством. И соглашусь, что во время пандемии возникли альянсы, возникли партнерские отношения власти, общества и бизнеса. Они уникальные. И, кстати, НКО оказались более гибкие, наверное, со мной согласитесь, к этим внешним изменениям, нежели какие-то другие учреждения или даже коммерческие организации. И это отмечают не только на уровне вот, по акции «Мы вместе». Илья Чукалин говорил об этом буквально недавно в своем выступлении. Мы абсолютно тоже согласны, потому что сейчас вот на вот этой передовой или как вот на вот этих фронтах с пандемией было конкретно, ясно, видно, отчетливо, кто действительно эффективен, актуален и остался живой как некоммерческая организация или как волонтерское объединение. Спасибо, Александр. Я вас хочу пригласить в конце, наверное, после всех проектов. Мы на проекты будем давать не более 5 минут, чтобы нам ускориться и побыстрее завершить всю нашу ярмарку. Надеюсь, что она будет динамична. Я попрошу коллег. Я попрошу вас в конце дать некий комментарий, да, экспертный, по, может быть, отдельным запомнившимся интересным проектам, как мы можем им посоветовать, что для развития, для дальнейшего тиражирования, возможно, или вы точно скажете, вот эту практику нам первым предоставьте в вашем исследовании, которое вы ждете к весне. И постараюсь, но я думаю, что все проекты так или иначе важны и ценны, но если удастся услышать сходу что-то, что можно сказать и прокомментировать без длительного знакомства, конечно, с удовольствием включусь в обсуждение. Отлично, спасибо большое. Мы продолжаем. Я с удовольствием передаю слово нашим партнерам Алмаз-Эргенбанк. Давайте послушаем о развитии корпоративной социальной ответственности и волонтерства. Шамигулова Евгения, вы с нами? У вас было совещание, но вы еще пока с нами. Это здорово. Руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью нашего национального Алмаз-Эргенбанка. Пожалуйста. Вас не слышно, Евгения. Включите, пожалуйста. Я все включила. Добрый день. Можно я отключу видео? У меня подводит сегодня связь, но презентацию вы будете видеть. Хорошо? Можно, пожалуйста, следующий слайд? Добрый день, коллеги. Я бы хотела пару слов сказать о нашем банке сначала. Мы являемся универсальным кредитным учреждением и оказываем полный комплекс банковских услуг. В декабре этого года банку исполняется 27 лет. Мы представляем свои филиалы в 17 районах республики и также во Владивостоке и городе Хабаровске.
В этом году в банке принята политика корпоративной социальной ответственности. Первый раз сформирован и утвержден отчет об устойчивом развитии. В связи с этим наш банк в нефинансовой сфере стремится поддерживать социально значимый бизнес, который направлен на повышение качества жизни и социальную поддержку населения республики. На следующем слайде в 2 словах скажу про социально ориентированные наши продукты. Это жилищное кредитование, которое направлено на улучшение жилищных условий населения. Это финансирование социально значимых объектов строительства, школы, детские сады и другие. Также в банке выпускается благотворительная карта, годовое обслуживание, за которую перечисляется фонд Харасхал деткам с особенностями развития. И также банк выпускает еще социальные транспортные карты и карты школьного питания, которые позволяют оплачивать со значительной экономией, контролировать свои расходы. На следующем слайде представлена наша программа корпоративного волонтерства. Вообще корпоративное волонтерство в нашем банке начало развиваться с 2016 года. Следующий слайд. С 2016 года. В настоящее время в банке имеется 110 волонтеров. Вообще у нас более 700 сотрудников, и большая половина из них изъявляет желание и участвует в наших проектах. Сейчас программа корпоративного волонтерства насчитывает 5 проектов. Поскольку сегодняшняя наша встреча посвящена теме детства, то остановлюсь в нескольких словах на проекте «Ветераны». Это помощь пожилым людям. Проект «Рысть». Наш банк является опекуном 2 восточно-сибирских рысей, которые находятся в нашем республиканском зоопарке. Можно, пожалуйста, 7-й слайд? Вот наши проекты, которые связаны с темой детства. Проект «Финансовая грамотность», он набирает в настоящее время популярность, и очень много обращаются к нам с различных уголков нашей республики. В чем он заключается? Это повышение финансовой грамотности среди населения республики. Наши волонтеры стали тьюторами, они обучились в Центральном банке РФ и в различных формах проводят занятия с дошкольниками, со школьниками среднего, старшего возраста, студентами и людьми пенсионного возраста. Формы тоже разные. Это игры, квесты, лекции. Сейчас из-за пандемии мы перешли вообще на онлайн-занятия. Также большой успех имели 2 книги, которые выпустил наш банк, обучающие книги. Это «Волшебная карта» по приключениям Рублика. В совершенно доступной и простой форме для детей дошкольного младшего возраста там даны объяснения по финграмотности, что такое деньги, банк и прочее. Сейчас до Нового года мы планируем в связи с ковидом оцифровать эту книжку и направить во все школы и во все районы республики, чтобы у каждого ребенка было подспорье, и он мог стать более финансово грамотным. Следующий слайд, пожалуйста. Да, это проект «Выпускник», не менее значимый. Мы его проводим совместно с фондом «Семья для ребенка». Он направлен на социализацию, профессиональную ориентацию, поддержку выпускников интернатных учреждений, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В 2018 году совместно с фондом «Семья для ребенка» был создан наставнический центр. Он представляет собой такой микс. В этом центре Центр представляет собой как квартиру-тренажер, где дети готовятся к реальной жизни, то есть их там учат готовить, стирать, вообще как вести хозяйство. Там же проводятся и он является и центром психологической поддержки, и встречи с психологами, и в центре также проводятся обучающие занятия для волонтеров и наставников. Следующий наш проект – это проект «Детство без границ». Какова цель этого проекта? Это социальная адаптация детей с инвалидностью, поддержка их семей. Мы помогаем онкологическому отделению нашего Национального центра медицины
и сотрудничаем тесно с благотворительным фондом Харасхал, собираем пожертвования, и наши волонтеры, сотрудники банка активно принимают участие во всех мероприятиях и организуют эти мероприятия для участников этого фонда. Ну и вот, наверное, следующий слайд. И вот, наверное, тот самый проект, да, который будет наиболее актуальный сейчас при нашей встрече обсудить, это конкурс благотворительных социальных проектов. Это гранты банка. Этот конкурс мы сделали первый раз в этом году. Почему банк на него решился? Потому что вот у нас есть наши 5 проектов, которые мы ведем, но руководство посчитало, что с помощью этого конкурса, этих грантов, мы можем охватить как бы наиболее большое количество проектов. Его цель — это создание условий для установления социального партнерства НКО и привлечения наших волонтеров. Конкурс сейчас идет, общий грантовый фонд составлял 1 миллион рублей, для НКО это было 650 тысяч, бюджет одного проекта от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Для НКО в этом грантовом конкурсе было 4 направления: старшее поколение, здоровое поколение, детство без границ и чистая среда. Также конкурс еще проводился для добровольцев, для наших работников, и фонд там составлял 350 тысяч, и сумма гранта была значительно меньше, от 10 до 25 тысяч рублей. Ну, естественно, мы никогда таким не занимались грантами. Нашим оператором конкурса является Единый ресурсный центр поддержки НКО, у которого есть большой опыт, и он ведет все наши проекты, является администратором, обрабатывает заявки, взаимодействует с НКО, консультирует, советует. Наш конкурс завершится 30 ноября. В конкурсе принимало участие 37 заявок, и конкурс был 2 заявки на 1 грант. Предварительные результаты уже мы подвели совместно с Единым ресурсным центром. Мы считаем, что наш проект успешен, поэтому на рассмотрение руководства банка нами был вынесен вопрос об увеличении грантового фонда. И надеюсь, что в следующем году он составит 2 миллиона рублей. И, возможно, добавятся какие-то еще направления, да, конкурсные. Ну, в общем-то, вот я и призываю вас участвовать в нашем грантовом конкурсе в следующем году. Ой, меня слышно? Да, слышно. Огромное спасибо, Евгения, за вашу презентацию. Очень полезно. Да, действительно, у нас сейчас здесь достаточно большое количество представлено представителей из социально-реабилитационных центров, детских учреждений, некоммерческих организаций со всей практически республики. И вы сказали, и мы знаем, что наш Национальный банк зона присутствия в 17 муниципалитетах. И, конечно, я тоже всем советую посещать наши семинары, вебинары, проходить консультацию у нас для того, чтобы принимать участие в конкурсе Алмаз Банка. Это именно вот о чем мы говорили, это тот альянс, это то партнерство бизнеса и некоммерческих организаций и корпоративных волонтеров банка, которые направлены на улучшение качества жизни, на решение проблем, связанных в том числе в интересах защиты детей, семей. И мы сотрудничаем с банком с 2016 года. Я думаю, что наше сотрудничество продлится. И, конечно, та программа, которая разработана банком, я считаю ее беспрецедентной, она очень интересна, она упакована в 5 конкретных социальных проектов. И я думаю, что она будет еще развиваться, да, на благо тех территорий, где вы присутствуете, да, и вообще на благо всей республики. Спасибо большое, Евгения. Мы Спасибо. презентации, да, до новых встреч. Все презентации, я думаю, мы разместим на сайте фонда «Семья для ребенка» и Эльвиры Гарифуллиной, и Евгении. И если, уважаемые участники ярмарки, вы изъявите желание ваши проекты, значит, опубликовать на нашем сайте,
их разместить. Давайте мы сейчас пойдем по порядку. Значит, у нас условия такие: 5 минут на защиту проектов, мы сами крутим презентацию, убыстряемся, и будет в конце у нас такое, значит, интересное, может быть, нововведение. Мы с вами, коллеги, все участники нашей ярмарки, сможем проголосовать за проект, поставить ему оценку, и в конце мы увидим результаты. Спасибо. Сейчас я представляю с уважением нашего координатора и психолога Фонда «Семья для ребенка» проект по поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, их даже 2. Надежда, желаю успехов. Добрый день, коллеги. Разрешите представить вашему... Сейчас что-то у нас со звуком. Устраним. Добрый день, коллеги. Меня слышно. Разрешите представить вашему вниманию социальные проекты Фонда «Семья для ребенка» по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы занимаемся вопросами поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей с 2013 года. Сейчас я попробую включить презентацию. С 2013 года мы начинали с проведения мастер-классов, тренингов, арт-терапевтических занятий, уроков финансовой грамотности для воспитанников учреждений близлежащих, это Центр Берегиня и Центр Мосоголо. С 2013 года мы с ними продолжаем работу. В фокусе нашего проекта также находятся выпускники детских домов и всех 8 учреждений для детей-сирот и 2 школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За этот период деятельности, за 7 лет, с 2013 года нами реализованы несколько проектов, которые направлены на поддержку детей-сирот. И хотим сказать, что сегодня мы хотим рассказать о том, что проделано нами за 7 лет, какие выводы мы для себя сделали и на что мы сегодня сфокусированы, на что сфокусирована деятельность Фонда «Семья для ребенка» на сегодня, и как работает фонд сегодня в новых для нас условиях, обусловленных пандемией. Да? Но уже на начальном этапе деятельности фонда, когда мы уже для себя поняли о том, что делали выводы о том, что принципами нашей деятельности и проектов является благополучие наших выпускников, их успешность. И наши проекты, которые мы реализовывали, они были все логически взаимосвязаны, они вытекали друг от друга, да, то есть логически взаимосвязаны, и принципы нашей деятельности были это постоянство, системность и ориентированность на благополучие детей, да. И прежде всего главным критерием наших проектов всегда был именно ориентир на успешность и благополучие наших детей. Но любой социальный проект, любая деятельность, когда мы работаем одной и той же целевой группой, она очень хорошо показывает корни проблем, где источники проблем, где зарыты эти проблемы, да. И поэтому, исходя из нашего опыта, вот за 7 лет мы поняли о том, что на что мы должны сфокусироваться в реализации наших проектов, в деятельности нашего фонда именно по поддержке детей-сирот. И мы изначально поняли, что мы занимаемся этим постоянно, мы ориентируемся на успех детей. И исходя из этого мы поняли о том, что первый фокус, на который мы должны ориентироваться, это психологическая травмированность детей,
психологически травмированных детей, потому что мы все знаем, что большинство детей, которые мы работаем, это дети, которые пережили детское насилие, которые пережили насилие, жестокое обращение. И дети нуждаются в длительной психологической и психотерапевтической помощи, потому что вот во всех учреждениях, в которых мы работаем, 10 учреждениях для детей-сирот в республике, у нас нет такого, что в штатных единицах нету психологов, нету психотерапевтов, клинических психологов, которые оказывают длительную помощь. Это основная проблема. Второе, на что мы обратили внимание, о том, что учреждения, которые с нынешними принципами деятельности, которые они имеются, которым они работают, они не готовят детей к самостоятельной жизни, и дети не владеют теми компетенциями, которые нужны именно сейчас в социализации и в становлении, да, потому что вот те проекты, которые мы работали, показали нам о том, что дети не готовы к самостоятельной жизни. И вот мы можем даже вам показать кейсы, в которых мы действительно видели о том, что действительно дети не готовы к самостоятельной жизни. И мы можем привести сейчас один пример такой, что 20 лет выпускница детского дома, она приходит к нам в наставнический центр, квартира-тренажер, мы ее отправляем в магазин, супермаркет за покупкой соли. И молодая девушка ищет в супермаркете соломку, она не ищет, она никогда в жизни не видела, как в какой упаковке, пакете, там, в банках или в упаковке продается соль, допустим. Да? То есть мы хотим сказать о том, что система сиротства, возможно, будет готова к подготовке детей к той самой самостоятельности, да, именно в наборе социальной компетентности, успешности, или в том случае, если система сиротства, педагоги, обслуживающий персонал, которые непосредственно работают с детьми, общаются, будут погружены в систему сиротства. Они также будут готовы психологически, профессионально именно к сопровождению и социализации ребенка. Третье, на что мы хотим обратить внимание, это о том, что подготовка детей, воспитанников в учреждениях, она должна проводиться за забором. То есть дети должны видеть жизнь, которая происходит вне учреждения. Поэтому все наши мероприятия, которые проводятся нашим фондом, они проводятся именно на нейтральной территории. И это наша принципиальная позиция о том, чтобы проекты, мероприятия, они проводились на нейтральной территории. Они должны проходиться в банках, то есть для того, чтобы овладеть компетенциями, где платить налоги, где платить штрафы, допустим, где платить коммунальные платежи, где открыть счет. Эти компетенции дети должны приобретать только в условиях в реальной жизни. Они должны понимать, где это находится, куда звонить, куда идти, допустим. Да? Поэтому вот наш ориентир. И третье, и следующее, на что мы хотим обратить внимание, это о том, что подготовка именно тех людей, которые непосредственно работают с нашими детьми, с нашей целевой группой. Это волонтеры-наставники, с которыми мы работаем. И мы считаем, что и наша вот позиция, именно принцип нашей деятельности, это таков, что волонтерство – это не подвиг, и волонтерство – это гражданская позиция. Да? Поэтому мы большой ориентир делаем именно на подготовку волонтеров. Поэтому буквально на прошлой неделе у нас проходила школа социального волонтера, которая проводила Александр Гизалов, директор автономной некоммерческой организации и наставнический центр Александра Гизалова, общественный деятель, наш наставник. И вот на что мы ориентируемся. И исходя из всего того, что мы работаем 7 лет в системе сиротства именно по подготовке социализации выпускников, воспитанников самостоятельной жизни, мы хотим сказать о том, что в первую очередь, да, подготовка к самостоятельной жизни, социализация, она должна быть начата раньше, чем сейчас. И я хочу тоже подчеркнуть о том, что говорила Эльвира Гарифуллина в самом начале нашей сегодняшней встречи, о том, что мы должны работать именно с теми практиками, технологиями, методами работы, которые действительно они доказали. Второе, на что мы хотим обратить внимание, это подготовка должна идти именно с применением тренировки. Именно вот принцип тренировки о том, что подготовка должна идти именно в квартире-тренажер, не в условиях учреждений, да, потому что вот тот самый проект «Наставнический центр», он нам очень четко показал о том, что подготовка должна идти именно
в реальных условиях, в том, что дети должны решать реальные кейсы, выходы из ситуации. И мы предоставляем ребенку самому делать самостоятельный выбор. И следующее, на что мы делаем фокус, это фокус работы со специалистами, непосредственно работающими с детьми, и именно в той позитивной среде, где действительно ребенок получает поддержку. У нас на сегодня имеется два проекта, два социальных проекта. Это проект «Будущее в твоих руках», который ориентирован именно на подготовку воспитанников детей-сирот. Это уникальная технология каникул с пользой, была перенята благодаря фонду Тимченко у фонда «Владмама» Приморского края, и мы ее сейчас внедряем в нашей республике. И такие каникулы выездные в условиях, как говорится, тренажера, она будет проведена у нас в ближайшее время. Сейчас это, конечно, с условием пандемии проводится в онлайн-режиме. Мы очень надеемся, что в следующем году, в 2021 году, у нас будет возможность привести сюда из детей из 8 учреждений и провести вот такие тренировочные сессии. И сейчас у нас при фонде открылся кризисный центр «Компас будущего», где предоставляется всесторонняя поддержка нашим выпускникам. И хочу подчеркнуть о том, что это выпускники детских домов, 70% из них это дети, которые не достигли еще 18 лет. И здесь у нас, вот как вы видите на презентации, проводится всесторонняя поддержка, начиная от консультационных услуг, онлайн-мероприятий, поддержки профилактика коронавирусной инфекции и подготовка волонтеров. И мы, конечно же, приглашаем вас к сотрудничеству, и вашему вниманию мы представили два наших социальных проекта. Благодарю. Спасибо большое, Надежда. Действительно, два проекта есть. Мы чуть-чуть с вами по времени выбиваемся, уже точнее, даже не чуть-чуть. И у нас, как на нормальной ярмарке, будут иногда внештатные ситуации. И сейчас давайте, Юлия, мы дадим слово, я вам в WhatsApp написала, Таисе Тарабукиной, потому что она у нас уже одной ногой в дверях. Или она будет из машины у нас вещать на нашей ярмарке, или же мы все-таки заслушаем проект коммерческой организации. Сейчас, пока я представляю Таисию, я прошу вас поставить оценку проекту, да, Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поставьте, пожалуйста, оценку и на красную клавишу «Принять». Получается у вас, коллеги? Прямо сейчас эти оценки мы с вами зафиксируем. Я прошу Таисия, директор коммерческой организации «Мультидек», представить проект «Интерактивные развивающие книги для детей с технологией дополнительной реальности». Сама пробовала, коллеги, рекомендую вам и вашим детям с удовольствием. 5 минут. Добрый день, уважаемые эксперты и коллеги. Меня зовут Таисия Тарабукина, я руководитель компании «Мультидек». Вас не слышно, включите микрофон, пожалуйста. Да, а он включен. Слышно? Слышно, Алло, слышно. слышно? Слышно? Да, слышно. Угу. Хорошо слышно. Хорошо. Добрый день, уважаемые эксперты, коллеги. Меня зовут Таисия Тарабукина, я руководитель компании «Мультидек». И наш якорный проект связан с образованием, в том числе инклюзивным. Мы занимаемся созданием детских развивающих книг под собственным брендом Smart Books. Наш проект сочетает ряд инновационных разработок. Мы создаем книги, которые дополняются специальным цифровым контентом с помощью технологий дополненной реальности. В наше цифровое время мы, как родители, педагоги, к сожалению, не можем оградить ребенка полностью от гаджетов, да? Но в наших силах сделать так, чтобы цифровая информация была полезной, способствовала развитию тех навыков и компетенций, которые нужны современному ребенку, современному человеку нового поколения. И такие гибридные книги, они сочетают пользу от навыков традиционного чтения с привлекательностью и наглядностью цифровых медиа. И наш главный принцип создаваемого цифрового контента – это то, что тематика и сюжеты
издаваемых книг подбирается так, что цифровой контент равнозначен по значимости бумажному и составляет не менее, а то и более 50% от ценности самой книги. Ценность цифрового контента заключается не только в интерактивности сюжетов, да, а еще в дидактической составляющей, которая тесно связана вот с технологией дополненной реальности. Комбинация книги с технологиями, с новейшими позволяет с помощью специального приложения и вот этой функции дополненной реальности оживлять плоские иллюстрации в трехмерной анимации. Это способствует, конечно, привлечению внимания ребенка и усиливает образовательный эффект. Наш проект сейчас только начинающий стартап, пока мы находимся. Помимо собственного производства обучающих книг и материалов, сейчас мы разработали около 10 книг и само мобильное приложение для Android и iOS в плане создания цифровой платформы, где будут объединены учебные курсы, лекции, практические занятия с обязательным элементом геймификации. И такие создаваемые материалы должны быть доступны абсолютно для каждого ребенка. Мы хотим сделать акцент на, естественно, научные и технические направления, потому что наш регион, весь Дальний Восток, держит курс на модернизацию и цифровизацию экономики целой страны. И наше решение, вот наш проект, наше видение органично связано и очень полезно для подрастающего поколения, и тесно связано с целью нашей страны, да, переходить на цифровизацию. Это, конечно, очень большой пласт Tech, Education Technology, где учебная практика, да, где учебная практика очень тесно связана с технологиями. Сейчас поступил к нам запрос от Республиканской школы-интерната родителей, где детки находятся на попечении, где ходят с нарушениями слуха и зрения, на разработку таких интерактивных книг, в том числе на нашем родном якутском языке, где наше технологическое решение поможет и поспособствует формированию навыков чтения через восприятие слуха и аудио, да, вот связей. Мы сейчас сделали своими силами, насколько это возможно, первый пилот, разработали концепцию самой книги, проработали первоначально тексты и создали ряд анимаций, то есть того самого цифрового контента с интеграцией еще звуковых эффектов, которые таким детям очень необходимы. Вот. И мы сейчас, уважаемые коллеги, эксперты, находимся в поисках стратегических партнеров, готовы и хотим работать в рамках программ поддержки для полного запуска проекта для наших детей и цифровой платформы. Нужна, конечно, поддержка, в том числе финансовая, помощь в экспертном наставничестве. Мы готовы к сотрудничеству для нашего социального проекта. Да, большое спасибо, что вы нас пригласили, что дали рассказать о проекте. Вот, проект называется Smart Books, можно будет посмотреть в социальных сетях примерно вот то, что мы сейчас делаем. Вот, действительно, деткам с особенностями развития со слухом и со зрением, такие технологии, они в помощь приходят. Вот. Ну и, конечно, в планах развития и создания большой цифровой платформы, где будут интегрированы различные обучающие материалы для всех ребят. Спасибо. Спасибо большое, Таисия. Здорово, что вы успели выступить на нашей ярмарке. Просьба поставить свою оценку. Оцените актуальность, социальную значимость проекта. Это ни в коем случае не говорит о том, что у нас сегодня будут отличники и двоечники, да? Это говорит о том, что мы должны с вами понимать, насколько мы актуальны, востребованы и эффективны, и нашли ли мы здесь партнеров, соратников, возможно, будущих доноров. Я сейчас с удовольствием приглашаю Устинову Юлию, председателя Якутской республиканской общественной организации содействия реабилитации детей с кохлеарными имплантами «Шаг в мир звуков». Просим вас представить ваш проект. 5 минут. Добрый день, уважаемые участники и эксперты. Я очень рада, что участвую в данном мероприятии. Наш проект «Музыка детских сердец», он у меня связан с тем, что я являюсь сама многодетной мамой. У меня 2 здоровых ребенка.
И самый младший ребенок мой имеет инвалидность по слуху. И получается так, что мои здоровые дети не имеют никаких препятствий по дополнительному образованию. Они могут ходить на любые кружки, где у них есть какие-то таланты или развивать какое-то направление. Но младший ребенок с нарушением слуха испытывает такие вот проблемы. И в связи с этим мы, родители, объединившись вот в такую организацию, решили создать проект «Музыка детских сердец», где будут охвачены дети с инвалидностью по слуху и дети с нарушением слуха, независимо от возраста. Мы охватываем также вот и родителей, близких, родственников этих детей, потому что родителям и детям, близким, бабушкам, дедушкам нужна вот эта моральная, психологическая поддержка, чтобы ребенок тоже какое-то получал удовольствие от жизни и от любых творческих кружков. Да? Наш проект поддержан фондом президентских грантов. Мы участвуем в этом фонде второй раз и к своему неожиданности получили поддержку около 4 миллионов рублей. И благодаря этой поддержке мы нанимаем вот педагогов, которые желают и хотят работать с такой целевой группой. К сожалению, в нашей республике очень мало педагогов, которые умеют или хотели бы работать с детьми с ограниченными возможностями. И все считают, что наши дети, особенно вот по слуху, не имеют никаких музыкальных способностей, тем более по слуху, да, ну, тем более играть на каких-то музыкальных инструментах. Ну и вот благодаря этому проекту мы можем вот позволить себе заказать и шить сценические костюмы, проводить систематические занятия, а мы все знаем, что, оказывается, музыкальные занятия, искусство, оно позволяет быстрее реабилитироваться детям с инвалидностью. И уже за такой короткий период функционирования вот этого ансамбля, проекта, мы уже добились таких успехов, как уже участвуем в благотворительных концертах, в республиканских конкурсах, фестивалях. И нас ожидает в следующем году очное участие на фестивале. Мы вот хотим такой большой группой с родителями, с детьми выехать на международный фестиваль в город Сочи, чтобы, ну, как бы дети могут получить вот такую возможность, да, ездить и участвовать в таких крупных международных фестивалях. Ну, что мы ожидаем от этого проекта? Мы хотим, чтобы такой проект, он работал везде, в каждом регионе, в каждом муниципальном районе, потому что детям необходимо социализироваться с раннего возраста. Если они не будут иметь возможность социализироваться сейчас, то во взрослой жизни им очень сложно будет найти себе работу или стать независимым от родителей. Мы все знаем, что люди с инвалидностью попадают в такую группу риска, как они все равно становятся бедными, да, на грани бедности, потому что много средств им необходимо тратить на комплектующие материалы по своим слуховым аппаратам, по кохлеарным, по системе кохлеарной имплантации. Им необходимо всегда проходить, например, реабилитацию или абилитацию, слухоречевую реабилитацию. Поэтому такие семьи, где есть дети с инвалидностью, даже взрослый человек с инвалидностью, они будут находиться всегда в таком риске. Поэтому наша задача вот стимулировать эти навыки детям с раннего возраста, приобщать их, активизировать их вот к независимой жизни. И
Сейчас вот в Санкт-Петербурге проводится вот такой большой международный конкурс, как «Волшебная симфония», где именно выступают дети с нарушением слуха. И мы так подумали, почему бы в нашем регионе вот не создать вот такой тоже фестиваль, может быть, в будущем. Здесь можно вот включить видеозапись. Мы сняли вот такой видеоролик. Здесь все дети с инвалидностью по слуху, но выдают уже вот такие результаты вот за такой короткий срок. Это все видеосъемка, костюмы, это все вот финансируется благодаря вот проекту. Там надо было, наверное, включить звук, когда вы включаете видео. Спасибо. Вот по мере роста даже своего ребенка я вижу, что необходимо еще и развивать другие проекты, как, например, вокал для детей с нарушением слуха. Мы поддерживаем вот ансамбль по проекту «Северные звездочки». Занятия у нас не прекратились во время пандемии, то есть они у нас продолжаются и в дистанционном формате. Мы поддерживаем ансамбль «Тигинет», вот, знаменитый при коррекционной школе слабослышащих. Это вот следующий слайд, где дети знакомятся вот, с разными национальными музыкальными инструментами. Здесь занимаются дети только с нарушением слуха и с тяжелой тугоухостью, да. И поддерживаем ансамбль 35-й школы города Якутска. Коллектив называется «Дружба». Здесь это обычная массовая школа, где учатся дети с кохлеарными имплантами, и педагог занимается именно вот с такими детьми. И все педагоги отмечают, что дети абсолютно не отличаются от здоровых детей. Есть, да, дети, одаренные талантом внутри, но вот слух, может быть, им как становится преградой, забором, который не берет их, да, а именно вот такие инициаторы, которые говорят, что нет, это дети обычные, давайте с них поддержим. Поэтому мы считаем, что мы побеждаем глухоту, да, и вот благодаря вот высокотехнологической операции, как кохлеарная имплантация, дети учатся в массовой школе. И я думаю, их надо поддерживать, чтобы они доказали всему миру, что мы победили глухоту. Ну, это там в конце наши контакты, кому интересен наш проект. Наш проект именно поддерживается педагогами, сурдопедагогом, которые корректируют наших педагогов, чтобы они лучше понимали детей с нарушением слуха. Ну, вот такой, да. Спасибо огромное, Юлия. Спасибо, что вы сегодня пришли, приняли участие на нашей ярмарке. Сейчас вы можете по 5-бальной шкале оценить актуальность проекта. В конце вы увидите диаграммку, такую живую, где мы с вами можем оценить не только актуальность. Во-первых, мы увидим участников, но, во-вторых, мы должны любую оценку, как нам сегодня говорила значит, представитель фонда Тимченко, о том, что мониторинг и оценка нашей деятельности и проектов очень важен, да, для того, чтобы продвигать свои услуги, в том числе и потом в будущем на платной основе. Но, может быть, как рекомендация, подумайте о вхождении
реестр поставщиков социальных услуг, потому что полустационарные услуги таким деткам, которые являются вашей целевой группой, мне кажется, вы вполне на профессиональной основе уже можете оказывать. Опыт 10-летний вы имеете, так что мы вам желаем успехов с вашим проектом. Спасибо большое, и сейчас я с удовольствием передаю слово нашему уважаемому партнеру, генеральному директору целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия Егорову Владимиру Анатольевичу. И я бы очень хотела, да, Александр, чтобы вы тоже к нам сейчас очень активно подключились, мы с вами посмотрели презентацию и, может быть, обменялись репликами, да, в конце. Пожалуйста, Владимир Анатольевич. Добрый день, дорогие друзья. Может быть, вы сначала включите меня визуально, потом уже можно презентацию, чтобы я сначала немножко успел с вами пообщаться, потому что я сейчас был на другой секции нашего форума, в другом кластере, посвященному раннему детству. Мы как фонд являемся организатором вот этой конференции, поэтому я там был на начале. И вот сейчас я уже где-то полчаса примерно нахожусь у вас и окунулся, можно сказать, в нашу такую дружную семью некоммерческих организаций, где каждый ценен, каждый важен. И здесь как бы мы ценим друг друга не по размеру, как говорится, по величине и так далее. Да? Вот. Хотя вот получается, что мы как бы такой вот фонд настолько большой и известной республики, что, наверное, некоторые даже, ну, можно сказать, побаиваются с нами общаться, ну, скажем так. Вот. И вот я хотел бы сейчас тогда уже включить презентацию. Вот. И сказать, что давайте с первого слайда сразу, со второго слайда начнем. На самом деле, получается, вот наш фонд имеет действительно славную историю. Он идет прямо от первого президента России. Так? Тогда, когда у нас в 90-е годы республика получила суверенитет, первый президент республики, когда у нас остались такие вот алмазные наши богатства, в республике стали оставаться часть, да, то была задумка о том, что действительно не надо тратить на сиюминутные только нужды, да, на то, чтобы латать дыры. Нужно вкладываться в будущее. Нужно что-то сделать такое, что даст отдачу нашим будущим поколениям. И был создан вот этот вот замечательный фонд. И, соответственно, за это время было сделано очень много. И спектр работы фонда на самом деле действительно очень широкий. И настолько широкий, что, может быть, даже некоторые вообще в принципе не понимают, чем занимается фонд. Да? Хотя получается, что, пожалуйста, дальше переключите, получается вот, вот спектр наших задач, я тут немножко не проследил за то, что презентацию не включили. Вот, я хочу сказать, что, в общем-то, получилось в основном так, что мы перешли на такую больше инфраструктурную историю. То есть очень много объектов мы строим, так? Но, конечно же, мы работаем по различным проектам. Вот сейчас переключите, пожалуйста, дальше. Получается, что вот как мы начали, получается, с Алроса, это наш основной жертвователь, который дает нам средства на нашу основную деятельность такую, да, строительство, крупные вещи, ну, крупные какие-то вот проекты и так далее, да. Но вот уже в последние годы мы стали активнее работать уже с другими жертвователями, да. Например, сейчас у нас Роснефть строит крупный инновационный учебно-лабораторный корпус Малой академии наук, да. Ну и на различные направления уже наши недропользователи, как правило, да, крупные компании, в принципе, с удовольствием работая с нами, зная, что мы деньги вкладываем, используем их так, как нужно. Пожалуйста, дальше. И вот у нас получается, что в основном, как я уже говорил, мы разбились вот на две части. Да? Одна часть, это которая у нас как бы стройка, так? А вторая, получается, это различные проекты. Но здесь написано, что 11 объектов социальной сферы – это последние 5 лет. Так? А так, на самом деле, намного больше. Вот. И также у нас есть подпрограмма развития, в которой у нас много различных проектов своих и проектов с партнерами. Пожалуйста, дальше. Так.
Так. Сейчас, пожалуйста, вот пробежитесь тогда вот по вот этим слайдам, да, вот получается, что вот у нас много вот таких замечательных зданий мы строим социального направления, да, это и спортивное направление, культурное, значит, школы, клубы, значит, больницы, пожалуйста, дальше все, да. И вот давайте здесь теперь начнем немножко, остановимся чуть-чуть, да. Вот есть у нас различные проекты, которые мы сами как фонд сочли важными и стали их реализовывать. Да, вот, например, вот проект «Светлое будущее», значит, обеспечение детскими игровыми площадками. И довольно-таки много мы смогли таких сделать замечательных площадок. Народ очень доволен и, соответственно, эффект хороший. Пожалуйста, дальше. Проект «Энергия движения». Но я здесь не буду подробно останавливаться на каждом, их много. Давайте мы вот опять же пройдемся. Да? Вот проект «Энергия движения», проект «Добрая Якутия». Значит, здесь вот я как бы вижу, что проект «Добрая Якутия», например, да, он на самом деле больше вот имеет отклик как раз-таки среди вот нашей сегодняшней, скажем, компании. Да? То есть мы, как правило, некоммерческие организации наши, да, они решают определенного рода боли. Да? Как правило, боли связаны с тем, что значит, наши дети чего-то лишены. Да? И, соответственно, вот мы вот также вот работаем в этом направлении и помогаем детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Пожалуйста, дальше. Вот. Юные таланты Арктики. Так, дальше, пожалуйста. Так, шахматы, шашки. Пожалуйста, дальше. Все понятно здесь, в принципе, да? Ну вот у нас есть еще вот такое замечательное направление, связанное с поддержкой детей, которые показывают особые способности, да? Как их называют, одаренные, но я не люблю так говорить, потому что одарен каждый ребенок, по моему представлению, только каждый по-разному и в разной степени, да? Вот. А здесь мы поддерживаем детей, которые занимаются научным творчеством. Так? Это на самом деле проект не наш, это проект наших партнеров. И таких проектов, на самом деле, реализуемых с партнерами у нас много. Да? То есть, когда те люди, которые умеют делать замечательные проекты, приходят к нам, мы вместе можем сделать действительно замечательные вещи. Здесь, например, мы работаем с Малой академией наук. Есть у нас и другие проекты. Пожалуйста, дальше. Вот один из проектов, который как раз-таки, вот Ольга Анатольевна, большое спасибо, вот здесь вы так создаете очень хорошую такую атмосферу, да, и вообще обладаете такими компетенциями, что вот мы, собственно, прямо выделили отдельный такой проект, как ресурсный центр поддержки СОНКО, развития гражданских инициатив, да, и вот получается, вот наши партнеры, Ольга Анатольевна, да, получается, что фактически здесь выполняет такую очень социально значимую роль, да, которую мы разделяем и на это выделяем средства. Да. Поэтому здесь мы как бы солидарны и очень благодарны нашим партнерам, которые вот могут делать то, чего мы на самом деле чисто физически не можем делать. Так, пожалуйста, дальше. И вот сейчас мы на самом деле думаем о том, что мы как фонд, на самом деле, получается, как будто бы немножко действуем в таком ключе, что есть у нас отдельные инфраструктурные проекты, а есть отдельный какой-то набор множества проектов, которые как будто бы отдельно не связаны вот такой единой концепцией, единой линией. Так? И поэтому я думаю, что сейчас фонд должен перейти в новую такую фазу, он для этого сейчас уже готов, фазу, когда мы ставим перед собой большие цели, большие задачи комплексного характера, системного характера. Вот у нас в стратегическом документе республики главном зафиксировано, что главная первая цель наша, да, добиться того, чтобы Якутия стала лидером международного уровня по конкурентоспособности человеческого капитала. Это цель номер один нашей стратегии. Так? И, соответственно, я считаю, что роль фонда состоит в том, что мы становимся вот именно тем институтом развития в республике, который отвечает за развитие человеческого капитала. Пожалуйста, дальше.
И здесь мы видим свою какую роль. Понятно, что человеческим капиталом занимается государство, занимается образование, занимается культура, спорт и так далее. Да? Государственная система вся. Но мы на самом деле должны инвестировать именно в опережающее развитие. То есть мы имеем возможность делать не только базовые вещи, которые делает государство, мы имеем возможность за счет средств жертвователей обеспечивать такое, можно сказать, прорывное развитие нашей системы и образования, и других сфер. Да? И, соответственно, мы видим, что мы должны стать таким институтом развития, который действительно отвечает за то, чтобы мы сформировали базу для того, чтобы на этой базе, ну, базу, я вот базу говорю, может быть, не совсем так хорошо это получается, да, точно, да, но я хочу сказать, что мы работаем с детьми и молодежью для того, чтобы вот эти дети и молодежь составили то самое счастливое, здоровое, активное, гармоничное, развитое поколение якутян. Пожалуйста, дальше. И вот здесь у нас уже в ближайшие наших планах, да, есть некоторые приоритетные проекты, которые вот сейчас мы представляем, что имеет смысл рассматривать именно вот в таком разрезе возраста. Да? У нас есть значит, такая мысль, что есть на самом деле очень такое важное понимание того, что имея определенные средства, мы как экономический такой финансовый институт должны вкладывать деньги эффективно. А что значит эффективно? Это значит в то, что даст максимальную отдачу и в экономическом плане, и в плане другом важном для нас. Да? В чисто экономическом плане, даже если говорить, есть исследования, я вот здесь не стал для краткости приводить слайды, в предыдущем докладе у себя на той конференции я показал, о том, что на самом деле самые эффективные вложения являются вложения в раннее детство. Это Нобелевский лауреат Джеймс Хэкман и ряд других его последователей. Есть отдельные расчеты даже. Да? И, соответственно, мы считаем, что наш фокус должен быть сейчас сосредоточен на раннем возрасте. Так? И, соответственно, у нас есть замечательные проекты в республике, которые двигаются, но на самом деле мы должны делать очень экспертные вещи. То есть имеется в виду, что, вот, например, есть у нас проект «Одаренный ребенок», который поддержан ОСИ, является лучшей практикой в России. Да? Больше 100 детских садов у нас участвуют в этом проекте, где путем наблюдения, путем выявления задатков и способностей маленьких детей создается экосистема для их дальнейшего развития. Так? И здесь возникают определенные вопросы. Вот, скажем, инструмент, которым мы работаем, это журнал развития детской одаренности. Так? И он состоит из 10 разделов, связанных с разными направлениями детской одаренности. Сейчас он претерпевает определенные изменения, да? То есть вносятся корректировки и так далее. Проект распространяется. Мы уже внесли его в указ главы, и все дети республики должны участвовать в этом проекте. Но это же большая ответственность на самом деле, да? Кто скажет, как точно нужно работать с этими детьми? И мы, получается, внедряя этот проект во все образовательные организации, берем на себя ответственность за всех детей. И, соответственно, здесь нужно очень точно на самом высоком экспертном уровне проработать этот проект. Так? Есть у нас также проект, связанный с ранней помощью. Да? Мы все знаем, что именно ранняя помощь в раннем возрасте дает наибольший эффект. И сейчас мы прорабатываем с ОСИ те подходы, которые, возможно, которые мы использовали в проекте «Одаренный ребенок», их использование в проекте «Ранняя помощь». То есть смысл состоит в том, что мы хотим определять отставание в развитии детей, возможные отставания, потенциальные, да, с самого раннего возраста. Так? И тогда нам удастся как можно раньше все это скомпенсировать. И тогда у нас уже, как говорится, вот всем нам и работы будет меньше. Да? Все дети, ну не все, а значительная часть детей в своих возрастных
каких-то норм достигнет и будет дальше спокойно развиваться, да? Вот, но есть целая концепция ранней помощи, этим занимается государство, и я, будучи министром, также подписывал документ трехсторонний с Минздравом, с Минтрудом, и работает определенная система, которая на самом деле больше медицинская, да? То есть получается диагностический инструментарий очень сложный, так? И, соответственно, не все дети попадают вот в эту воронку. То есть дети с потенциальными отклонениями незначительными, которые можно увидеть таким путем наблюдений, они не попадают туда. Так? И мы вот придумали такую систему, как автоматизированный скрининг. Работаем с Институтом коррекционной педагогики вот в рамках создаваемой лаборатории детства, да, чтобы выработать подходы, которые могут помочь простым воспитателям, педагогам, психологам, родителям путем наблюдений, путем каких-то определенных, значит, записей вот именно в эту автоматизированную систему получить какое-то представление о том, правильно ли развивается ребенок. Нет ли у него каких-то потенциальных, возможно, отклонений или как, да? То есть, получается, мы, охватывая каждого ребенка, можем получить какое-то количество детей, которые уже надо направлять в систему ранней помощи. И там уже дальше будет все это происходить, более точная диагностика. Ну вот такие вот направления у нас связаны с лабораторией детства, хотя вот я мог бы рассказать о Растем Якутии, это тоже очень замечательный проект, который мы с Институтом психологии, факультетом психологии МГУ совместный федеральный проект делаем и планируем его расширить и сделать более комплексным для того, чтобы исследовать развитие наших детей с самого раннего возраста. Вот. И, соответственно, вот я думаю, что, вот, как я говорил, вот это раннее детство будет тогда нашим фундаментом, на базе которого мы уже будем строить развитие наших детей более старшего возраста. Так? И вот школьный возраст, конечно же, мы не можем, опять же, всех охватить какими-то базовыми вещами, но мы можем предложить свои возможности для того, чтобы создавать какие-то вещи, выходящие за эти рамки. То есть, например, региональный центр выявления поддержки одаренных детей, работая вместе с Малой академией наук, с Высшей школой музыки, с Центром подготовки спортивного резерва, балетной школой и другими нашими замечательными учреждениями, да, мы можем, поддерживая их мероприятия, выходящие за рамки их государственного задания, замечательные мероприятия имеются, да, это и международные интеллектуальные игры, это международная олимпиада Туймада, это шаг в будущее, о котором я говорил, и так далее, да, музыкальные различные конкурсы. Мы можем поддерживать наших детей в развитии, максимальном развитии потенциала, чего не может обеспечить государство в полной мере. Так? Также мы хотим поддерживать не только такие республиканские прямо, значит, направления и ограниченный круг детей. Вот здесь есть, например, фигурирует детский технопарк, IT-центр, IT-лицей. Да? Значит, удалось включить в указ главы, ну здесь не то чтобы удалось, в указе главы есть в стратегических направлениях развития образования, есть такие разделы, связанные с тем, что в каждом районе нашей республики должен быть создан детский технопарк. В 17 районах, где есть оптоволокно, должен быть создан IT-центр. И у нас это движение пошло. По республике это все идет. И здесь, я думаю, нужна наша системная помощь. И у меня есть идеи, связанные с тем, что можно недропользователей в эту систему включить так, чтобы они чувствовали, что они востребованы и готовят себе кадры для себя в этой системе всех инновационных центров, детских технопарков и так далее. Так? Ну и есть у нас другие отдельные проекты. Вот «Территория детства» – замечательный проект, который мы хотим реализовывать на наших экологически чистой территории республики. Да? Это республиканский образовательный центр Сир-Устара. Это мы работаем с нашим замечательным санаторием Кемпенде, где у нас будет образовательный центр. Да? И вот здесь есть также вот некоторые наши объекты, которые мы, в принципе, достраиваем. Да? Вот культурный центр, дворец культуры. Это они уже в процессе стройки, мы должны их закончить. Так? И вот парк будущих поколений, вот одна из центральных наших тем, вот сегодняшних, да, буквально вот в эти дни у нас идет образовательный интенсив в рамках архипелага 2035, где мы, ну, по искусственному интеллекту, где мы прокачиваем технологическое направление вот этого парка будущих поколений. Парк будущих поколений – это будет такое большое
пространство для детей и молодежи. На самом деле здесь раздел школьный может быть не совсем верно, да? А раздел должен быть скорее тут молодежный ближе, скорее, да? Ну, школьный тоже обязательно на самом деле. И, соответственно, там мы будем воспитывать людей, которые будут уметь работать с новыми технологиями, видеть будущее, вовлечены в это, и мы вместе будем творить с ними будущее. Вот проект сотворения будущего, он направлен на создание некой такой и экосистемы, некоторого сообщества людей, стейкхолдеров будущего развития республики. Мы считаем, что есть возможность объединить усилия и диаспоры нашей внешней, да, и всех интересантов, партнеров наших из разных регионов и даже разных стран, потому что мы проводим, например, международные интеллектуальные игры там с участием 40 стран, и у нас есть партнеры теперь, да, вот, и вместе мы будем делать так, чтобы вот та молодежь, которая у нас воспитывается, она могла внести свой посильный, ну не посильный, а прямо такой прорывной вклад, да, то есть она вовлекалась во все это, да, чтобы она знала, что она может, и чтобы она это делала. У меня, в принципе, все. Спасибо большое за ваше выступление. Владимир Анатольевич, в принципе, про территорию детства вы упомянули? Да, про территорию детства я упомянул. Могу подробнее рассказать, если хотите. Давайте я вас представлю. Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, наш давний партнер, друг республики, и неоднократно проводил исследования для Министерства труда и социального развития. И как раз сейчас, в самом начале нашей ярмарки, рассказывал о проекте совместном с ОСИ и с Высшей школой экономики, как раз исследовательский проект. Так, Александр, очень приятно. Было бы интересно послушать вот ваш отзыв и вопросы, может быть, да? Мне тут, к сожалению, вот сейчас свет уходил, сейчас восстановился, могу разговаривать. Владимир Анатольевич, спасибо огромное за системный рассказ о стратегии фонда и об опыте, и о планах на будущее. Представляется очень интересным. Ну, во-первых, идею человеческого капитала как центра, да, и вложений в человеческий капитал хочется всячески поддержать. Сейчас большинство экспертов говорят о том, что Российская Федерация в целом может сделать какие-то существенные прорывы именно за счет вложений в качество человеческого капитала. И, безусловно, там есть вещи, которые требуют долгосрочного горизонта. Да? Вот то, что вы говорили о раннем детстве, это фундамент действительно, потому что вложения, например, в образование, раннее, особенно в раннем возрасте, да, и оптимизацию, и максимизацию возможностей талантливых детей, и оптимизацию образовательных маршрутов, это все скажется на нашей жизни и экономике через, наверное, 10, 15, 20 лет и позже, но скажется намного более существенным образом, чем какие-то менее существенные, менее затратные отдельные усилия вот уже сейчас. Поэтому этим очень серьезно надо заниматься. И второй момент, на который бы я с своей стороны хотел обратить внимание, мы тоже в эту сторону думаем. Человеческий капитал – это еще и потенциал тех детей из семей, которые сейчас попадают в ловушку бедности или недостаточности социальных ресурсов внутри семьи. И поэтому это смыкается с проектом поддержки семей в трудной жизненной ситуации, поддержки сирот, хотя, казалось бы, это совсем разные вещи. Да? То есть одно дело широкий круг детей, другое дело дети, которые недополучают, как вы сказали, чего-то в своих условиях. Но по большому счету мы сейчас все задумываемся о том, чтобы пересмотреть подход к социальной помощи, и к социальной поддержке, и к услугам для таких уязвимых категорий, с тем, чтобы они не рассматривались как неизбежные затраты,
вот там бедные люди или несчастные люди, или родители, которые по тем или иным причинам наносят вред развитию ребенка, да, и тут государство вынуждено тратиться на то, чтобы их как-то схватить, подхватить, поддержать. На самом деле современные подходы вот в этой работе, они позволяют рассматривать эти вложения как инвестицию в тот же самый человеческий капитал. Но это возможно, если мы будем воспринимать такие проекты как формирование способности у семей самостоятельно преодолевать трудную жизненную ситуацию, да, и саму задачу помощи, там и образовательная помощь, и социальная помощь, да, и социально-реабилитационная, и психологическая работа, она переориентируется на то, чтобы не просто чего-то дать, или в крайнем случае там заместить родителей, да, и начинать заботиться о детях силами социума или даже помещать в учреждение, а с тем, чтобы мотивировать и искать ресурсы и возможности у семьи на своем уровне, соблюдать интересы ребенка, поддерживать их и снимать их с этой иглы бюджетного, да, социального обеспечения. И по этому поводу уже отработаны технологии, которые мы обсуждали много с министерством, да, и технологии работы со случаем, и сейчас социальный контракт активно развивается в масштабе всей страны как модель, и мы можем его рассматривать как инструмент не только для тех семей, у которых не хватает ресурса, но и для тех, кто вот испытывает какие-то проблемы, социально опасные положения и так далее, с тем, чтобы способствовать выводу семей из этого кризисного состояния. Это другая, немножко обновленная, модернизированная технология взаимодействия с семьями и детьми, но вот если она таким образом будет строиться, это тоже относится, безусловно, к воспроизводству человеческого капитала. И мне кажется, что здесь есть предмет и сотрудничества, и для того, чтобы исследования какие-то провести у вас на территории, посмотреть результаты исследований, которые уже были сделаны. Мы, в принципе, готовили достаточно большой пакет данных и рекомендаций, и в контексте работы вашего фонда, может быть, что-то из них будет представлять интерес. И можно посмотреть, как быть в нескольких тематических линиях, которые вы уже называли, и называли другие коллеги из некоммерческих организаций здесь, вот на секции присутствующие. В частности, например, проект поддержки воспитанников, выпускников организаций для сирот, в том числе психологической поддержки. И многие говорят о социализации, адаптации, подготовке к независимой жизни, трудоустройстве и так далее. Это все должно лежать на базовом фундаменте психологической адаптации. Да? И коллеги из «Семья для ребенка» говорили, что дети, пережившие психологическую травму, если с ними не провести соответствующую работу, им какие-то другие виды помощи будут не очень эффективны. И у нас есть сейчас такая программа, которую мы делаем со многими регионами «Добрые перемены», да, по реабилитации травмированных детей, и что должно позволить им легче адаптироваться в жизни, в новой семье, если они устраиваются в новую семью и так далее. И мы можем говорить о совместной работе здесь в этом направлении. По финансовой грамотности, говорили коллеги, здесь тоже есть материалы, которые были наработаны именно применительно к замещающим и приемным семьям. Словом, большое количество сейчас возможностей для того, чтобы на новом качественном уровне строить не только образовательную именно среду, но и сферу вот такой реабилитации, социальной помощи и поддержки. Еще одна история – это родительское просвещение, и очень важно не только обучать детей и подхватывать их в раннем возрасте, но и давать родителям. И сейчас огромное количество нового поколения родителей уже кровно заинтересовано, они эту заинтересованность проявляют, чтобы получить вовремя нужные сведения о том, как решать воспитательные задачи. Это тоже вложение в человеческий капитал, и тоже есть у нас за последние несколько лет накопилась большой пул методик и конкретных программ, и тоже можем мы их предлагать республике и взаимодействовать в этом направлении. Другими словами, всячески разделяю стратегические цели, и мне кажется, есть очень много сюжетов, в которых можно объединиться вам как инвестору, нам как носителю
и аналитикам передового опыта, практика и методик, которые уже практически много где апробированы, реализованы, и небольшим организациям, которые осваивают конкретные практики. Я вначале говорил, что мы сейчас делаем проект при поддержке ОСИ 2 федеральных министерств и Фонда президентских грантов совместно с Высшей школой экономики, с тем, чтобы на федеральном уровне сделать рекомендации для глав регионов на базе опыта некоммерческого сектора. И пригласил тоже коллег участвовать в трансляции этого опыта. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр, вот за содержательную очень обратную связь, да. Я вот готов с вами очень много разговаривать на разные темы, готов как бы дальше с вами контактировать. Я думаю, что Ольга Анатольевна мне контакт ваш даст, и я на вас выйду. Спасибо, с большим интересом. Да, всего хорошего. Очень признательна за ваше такое стратегическое участие в этой теме. Мне кажется, это как раз, вы правильно сказали, что переход от отдельных проектов к какому-то замыслу, он дает импульс большой и позволяет всем проявить инициативу с тем, чтобы в этот замысел вписаться, найти в нем свое место. Да, да. Спасибо большое, коллеги. У нас, как на настоящей ярмарке, партнеры находят, значит, партнеров, единомышленников, да, соратников. И я абсолютно уверена, что дальнейшее партнерство целевого фонда будущих поколений – это действительно стратегическая некоммерческая организация, которая была очень мудро создана уже более 25 лет назад, и Национальный фонд защиты детей – это тоже организация с историей. И, кстати, я сегодня тоже утром говорила, когда я работала еще в целевом фонде будущих поколений, мы с 2009 года являемся партнерами с Александром и с его командой. Поэтому это, видимо, какие-то кармические связи. И я буду очень рада, если они продолжатся, и с удовольствием передам все контакты. И вот тот проект, о котором вы говорили, Александр, и тот проект, о котором говорили вы, Владимир Анатольевич, мы готовы как единый ресурсный центр или как фонд «Семья для ребенка» с удовольствием включиться. И Эльвира Гарифуллина говорила тоже о базе доказательных практик работы с детьми, которые сейчас, да, собираются, готовятся и тоже будут носить рекомендательный характер, в том числе и для доноров, для бизнес-партнеров, для власти. Мы тоже, я думаю, вот сейчас некоторые наши проекты и некоторые некоммерческие организации будем включаться и в работу фонда Елены Геннадия Тимченко для того, чтобы наши доказательные практики могли быть тиражированы за пределы республики и могли быть применимы в работе с детьми в других регионах. А может быть, мы будем уже думать потом о международном сотрудничестве, почему бы и нет. Спасибо огромное. Продолжаем нашу работу ярмарки. Я с удовольствием приглашаю сейчас нашу нашу организацию. Очень люблю, когда Арктика включается в проектирование, когда активно развиваются некоммерческие организации. Я вам сегодня доказала, что среди некоммерческих организаций в 13 арктических улусах менее 10% у нас сосредоточено. И у нас баннер «Ресурсный центр Арктика». Мы сделаем все, чтобы там нас стало больше, и чтобы мы свои практики и проекты могли реализовывать для улучшения качества жизни, конечно, населения в сложных арктических условиях. Я прошу Яковлеву Антонину, руководителя местной общественной организации по развитию единого образовательного пространства Жиганский национальный Ивенкийский район, Алагун, обучение, интересный проект по приобщению детей дошкольного возраста к изучению родного ивенкийского языка с помощью мультипликации. Давайте послушаем. Добрый день, Аялгит, уважаемые участники конференции. Я могу включить демонстрацию экрана? Да. Хорошо. Местная общественная организация по развитию единого образовательного пространства была создана 31 января 2018 года. То есть, если посчитать, за можно сказать, 2 года работы,
Так, у нас проблемы с интернетом, это Арктика. Это еще один вопрос для развития цифровой среды. Мы вылетели? Нет, мы на месте. Давайте мы еще чуть-чуть подождем. Но подключение идет, да? Пока у нас отсутствует картинка и отсутствует демонстрация. Я знаю, что коллеги из Жиганска на самом деле очень творчески подошли вообще к переходу на дистанционное образование, на самом деле, да, тоже объединили различные сообщества там, да, и прямо так здорово справились с этой ситуацией, и вот сейчас я думаю, что они выйдут. Они там локальные сети какие-то делали, еще что-то там, да. Вот. Но Да. интернет, к сожалению, у них, конечно, слабый. Поэтому они, как говорят, голь на выдумке хитра, они много там чего придумали. Да, но я могу пока сказать в двух словах о том, что, конечно, жиганские некоммерческие организации, они действительно отличаются творческим подходом. Мы сопровождали несколько организаций, проектов, довели их до, значит, участия и победы в конкурсах грантов главы Республики Саха-Якутия. Давайте я вкратце, ну, вообще мы выпустили лет. Вы здесь, вы с нами, мы вас слушаем. Хорошо, давайте, извините меня, пожалуйста, да, давайте продолжим, да. Значит, да, мы вот кратко хотела бы остановиться, да, на проекте BEVD Турегниче. В связи с чем, почему мы именно выбрали эту тему, да? Эта тема, ну, вы сами знаете, у нас очень большая такая вот нехватка специализированных кадров, поэтому для того, чтобы работать с проектами, да, мы, значит, находим себе вот в городе Якутске, да, ресурсные центры, которые сотрудничают с нами. При разработке данного проекта, да, нашими этими партнерами, основным нашим партнером является издательский дом детского издательства «Кескил». Вот с ними разработали этот проект именно по приобщению детей школьного возраста к изучению родного эвенкийского языка. Почему именно такую тему выбрали? Да? Надо сказать, что Жиганский район имеет статус национального эвенкийского района с 26 ноября 2008 года. И жителей, да, от всего количества жителей, только всего 28% составляют эвенки. И в данном муниципальном районе нет носителей языка. Вот об этом, вот это нас очень тревожило, да. Но надо сказать, что эвенкийский язык относится к исчезающему языку. Этот язык почти уже не пользуется для речевой коммуникации и не передается молодому поколению. Несмотря на то, что эвенкийский язык преподается в некоторых школах, тут в 26-й школе в городе Якутске тоже, да, но среднее молодое поколение коренных народов им практически не владеет и в быту не разговаривает. Очевидно, что в нынешней ситуации для сохранения возрождения эвенкийского языка необходимо использовать максимально эффективные методы. Я вкратце, очень кратко скажу все-таки, какая подготовительная работа была проведена перед тем, как мы перешли к этому проекту. Да? Значит, при поддержке администрации муниципального района Жиганский национальный эвенкийский район была проведена такая плановая масштабная работа именно по возрождению, сохранению обучения эвенкийскому языку. Первое, это в наш поселок в Жиганск и другие населенные пункты Кыстатем, Баханой и Бестяк были приглашены учителя, именно носители эвенкийского языка. Это в основном уроженцы села Хатыстыр Алтанского района. И в учебный план школы мы ввели, значит, уроки эвенкийского языка. Если раньше были это только кружки, то теперь они именно вошли как уроки. Да? В связи с тем, что у нас имеются фольклорные коллективы, поэтому именно их работа уже была взята под общий контроль. Как на эвенкийский язык были переименованы дошкольные образовательные учреждения.
И совместные проекты с Дворцом детского творчества города Якутска, Арктический экспресс очень хорошо у нас продуктивно прошел. Этот проект является победителем фонда президентских грантов. Проект «Музей олимпийского чемпиона» Романа Михайловича Дмитриева в ГЮСШ мы открыли. Этот проект у нас является победителем муниципального конкурса проектов. Проект «Готов к развитию Арктики» – это аналог ГТО, который мы внедряем во всех арктических районах. Также проект «Омега-3. Здоровая Арктика», победитель конкурса целевого фонда будущих поколений. Также сейчас у нас действует проект «Аяна». Это языковой роботизированный голосовой переводчик с русского языка на венгийский, победитель конкурса Министерства Арктики нашей республики. То есть это вот за 2 с лишним года работы у нас, значит, Алагун вот имеет такие вот результаты. То есть опыт нам показал, что работа по возрождению, обучению должна проводиться с дошкольного возраста, когда дети более восприимчивы к обучению языков, и родители подключаются в это время к процессу обучения. То есть обучение взрослого населения мы должны проводить через их детей. И поэтому миссия проекта «Be Everyday Turinchen», то есть в переводе с венгийского, я говорю по-венгийски, возродить и оживить венгийский язык, распространяя живую, правильную речь по всей Якутии, сохраняя преемственность поколений. Проект внесет огромный вклад в изучение, мы считаем, что проект внесет огромный вклад в изучение венгийского языка и венгийской культуры. Вот мы намерены повысить уровень владения языком и методики преподавания учителей. Организуем для них форумы и конференции, мастер-классы, вебинары, онлайн и офлайн курсы. Будут изданы, самое главное, дополнительные номера журналов «Чуранчик» и «Колокольчик» с творческими заданиями и правилами венгийского языка. Набор будет карманный разговорник плюс аудиокнига, что даст новый толчок обучения родной речи для широких масс. Будут проведены творческие конкурсы на венгийском языке. Вот. И самое главное, вот наша такая мечта, да, чтобы именно повысить мотивацию к изучению своего родного языка, привлечь детей, это создание мультипликационных фильмов по мотивам венгийских сказок и эпоса. Просто изучая историю венгийского вот народа, да, мы были сами поражены тем, что, оказывается, венги имеют очень много таких вот эпосов. Не один эпос есть, да, а очень много. Вот поэтому нас это очень даже заинтересовало. Да? И вот этим делом у нас должен заниматься Владимир Анатольевич, знает этих ребят, да, это наши резиденты арктического технопарка Айсквант. Вот они уже работают над этим. Также и самое главное, что у нас будет в детских садах, да, это будут созданы языковые гнезда в школьных образовательных учреждениях. Это проект Александра Николаевича Варламова, нашего лидера эвенков. Вот. Но также мы хотим вот указать, что этот проект имеет реальные перспективы развития. Почему? Потому что эвенки проживают не только в Якутии. Мы уже имеем при проведении межрегионального фольклорного венкийского конкурса «Аюкта» мы уже имеем такие вот связи. Да? Это их Красноярский край, Хабаровский край, Сахалин, Иркутская область, Бурятия. Также эвенки проживают в Монголии и в Китае. У нас уже есть опыт именно с китайскими эвенками, опыт общения. Вот также выезды, встречи с сородичами, проведение совместных мероприятий, акций, реализация совместных проектов, да, мы очень надеемся, что для детей этих наших очень даже заинтересует. Вот также будут созданы мобильные приложения по изучению венгийского языка и создание, распространение доступных материалов для изучения венгийского языка. И самое главное, да, это будет, планируем, что все это будет проходить именно в онлайн, в интернет-ресурсах.
то есть это будет и на Ютубе и так далее, да. Вот. И что же я еще хочу сказать, да? Вот именно постепенно, да, можно увеличить функции языка, внедряя его в средства массовой информации, в интернет-пространство. И мы будем продолжать дипломатическую работу с Китайской Народной Республикой, с Монголией. И вот объединение сил по изучению языка уникального народа, обмен информацией, знаниями и положительным опытом по сохранению культуры и традиций даст существенный толчок к развитию этноса в условиях современного мира. И я вот хочу завершить свое выступление девизом эвенков Жиганского района. Эведы тенекин окол. Живи, сохраняя традиции эвенкийского народа. Спасибо за внимание. Великолепное выступление, я вас благодарю, несмотря на проблемы с связью. Проект, на мой взгляд, отличный, но мы сейчас можем все поставить свой балл, да, и оценить. Огромное спасибо. Это здорово, когда мы разные, когда мы представляем разные интересы, когда мы используем разные технологии и практики в работе с детьми, с родителями. Я желаю вам процветания, успехов и развития в вашем проекте. Давайте следующий проект. Кто у нас по списку? Евгений Самошкин, генеральный директор Кинестетика, цифровая платформа для реабилитации детей с детским церебральным параличом Plenty-Go. Ну, мы с коллегами общались летом, и это было так абсолютно виртуально, и тогда даже не предполагали, что мы будем сегодня встречаться с вами на ярмарке. Я думаю, это продолжение наших контактов, развитие, и я знаю, что вас тоже поддержал целевой фонд будущих поколений, и вы уже вышли за рамки Республики Саха-Якутия. Слушаем вас. Коллеги, я, с вашего позволения, пожелаю успехов продолжению ярмарки. Очень интересные все проекты, мозаика складывается великолепно, и мне кажется, что у нас будет шанс получить про все более подробную информацию. Чего-то откровенно неэффективного не услышал, и поэтому все можно изучать, и для отдельных разных групп благополучателей очень все интересно. Спасибо огромное. Просто вынужден на следующее мероприятие тоже отлучиться. Александр, успехов вам, вашему фонду, коллегам привет большой. Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем. Да, Ольга, здравствуйте. Я тут немножко уточнить хочу. У меня должность не генеральный директор, конечно, но как сооснователь тоже, в принципе, подойдет. Насчет презентации хотел уточнить. Я же могу ее, да, запустить, получается, сам? Ага, хорошо. Так, сейчас тогда запущу. Да, как меня уже представили, сооснователь проекта цифровой платформы для реабилитации детей с церебральным параличом и иными двигательными расстройствами, собственно, это Plenty-Go. Какую проблему решает Plenty-Go? Plenty-Go решает проблему невозможности сохранения непрерывного процесса реабилитации у семей. Так как традиционная реабилитация ограничена несколькими курсами в год, более того, между ними еще очень большие временные промежутки, и поэтому родителям приходится эти промежутки заполнять самостоятельно. Вот как раз для этой цели и был создан Plenty-Go. Ну вот, оставшиеся дни возьмет на себя Plenty. Что такое Plenty-Go? Это простой и эффективный инструмент для домашней реабилитации. Наша платформа развивает как физические, так и когнитивные навыки у детей. То есть это выносливость, реакция, внимательность и в целом опорно-двигательный аппарат. Интуитивно понятное управление позволяет любым детям легко управлять Plenty с помощью наклонов тела. Тут немножко поподробнее. У нас специальное мобильное приложение, которое считывает наклоны тела ребенка, и с его помощью ребенок управляет игровым процессом. Далее, семьям с Plenty-Go легко контролировать частоту, длительность и качество реабилитационных занятий. Что в это включается? Собственно, Plenty-Go можно заниматься в любое время и в любом месте при наличии, собственно, смартфона, крепежа для смартфона и ПК с выходом в интернет. То есть вы можете позаниматься 20 минут с утра, 20 минут днем и 20 минут вечером. Родители сами выбирают частоту и сами
управляет реабилитационным процессом, исходя из состояния ребенка текущего и его настроения. Также мы работаем и над социализацией детей с ОВЗ. Что в это входит? Это совместные режимы в играх для всей семьи и также режим глобального мультиплеера, то есть режим множественного игрока, в котором дети могут играть с другими детьми, у которых есть Plenty Go, по всему миру. И немаловажный аспект – это не требуется специалист для настройки ПО. Допустим, если мы возьмем такое устройство, как стабилометр, чаще всего либо оно недоступно для семьи в силу своей ценовой категории, это от 30 тысяч вплоть до миллиона, но более того, для того, чтобы комфортно использовать на дому стабилометр для развития стабильности ребенка, координации, равновесия, требуется специалист, который будет производить настройку. Так, далее. Как у нас это работает? Для управления персонажем в игре мы используем акселерометр и приложение в смартфоне. Далее мы помещаем гаджет с запущенным приложением в специальный крепеж, и потом игра транслируется через облачный сервер на экран компьютера, ноутбука или смарт-ТВ, смотря что есть у семьи. Вот. Почему тут есть такой акцент, это облачный сервер, мы дополнительно не нагружаем устройство семьи, всю нагрузку берут на себя это наши сервера. То есть неважно, помимо того, что ценовая категория смартфона, неважно ценовая категория и компьютера. Немножко подробнее о специализированном нашем нагрудном крепеже. Мы основательно разрабатывали дизайн, учитывали эргономику и пожелания наших ранних пользователей. То есть это удобные тянущиеся ремешки, чтобы закрепить на любом человеке. Также у нас есть вариант для взрослого и для детей. Также это удобные застежки, тянущиеся ленты, как я уже говорил. Это обратная мягкая дышащая сторона. И сам по себе кармашек, он вмещает смартфоны совершенно разных размеров, и они не смещаются во время игры, что точно позволяет передавать движение. Немного подробнее об играх. В нашей платформе уже готовы 3 игры. Наши игры разрабатываются с учетом международных рекомендаций как для пользователей ОВЗ. Если говорить подробнее, это для пользователей с эпилепсией, которые чаще всего как раз-таки и страдают дети с ДЦП. То есть мы не используем яркие вспышки, резкие звуки, обилие красного цвета и прочие вещи. Также мы проанализировали более 200 международных научных исследований в плане именно разработки реабилитационных видеоигр для детей. Вообще, что и как мы реализуем? То есть сектор B2C – это непосредственно для семей, это подписка на ПО для доступа к играм. Если мы будем говорить о взаимодействии с бизнесом и с государством, это продажа лицензий реабилитационным центрам и реализация брендированной продукции. Чем же мы отличаемся от конкурентов? Во-первых, это простота использования, потому что для того, чтобы запустить Plenty Go, нужен совершенно любой смартфон, на данный момент на базе Android. Вы просто устанавливаете приложение, помещаете в крепеж и запускаете игру. Для других проектов, которые более нацелены на использование в специализированных реабилитационных учреждениях и, более того, за пределами России, нужны специальные устройства, которые разработаны либо в единичном количестве, либо они требуют постоянного присутствия специалиста для калибровки и настройки для удобства использования ребенком. Также мы работаем с экспертами в области неврологии и реабилитологии на территории республики. Вот здесь вы можете посмотреть отзывы. Более подробные тексты отзывов вы можете увидеть на нашем сайте. Ссылочка будет в конце презентации. Также на этом слайде вы уже можете увидеть отзывы первых семей. Как уже правильно Ольга упомянула, мы не ограничиваемся только территорией республики. На данном этапе мы запустили проект уже на территории РФ и может приобрести любой желающий как себе, так и своим близким, который может пригодиться Plenty Go. Да, поподробнее хотел бы сказать про программу инноваций семьям. Это программа замечательная, которую мы совместно с лучиками света и целевым фондом будущих поколений запустили буквально недавно, это 2 ноября. Собственно, в чем заключается программа? Это обеспечение семей в республике реабилитационными средствами, инновационными средствами домашней реабилитации. В рамках этой программы 51 семья из Якутии уже получает подписку на Plenty Go, собственно, как и крепеж для смартфона, и могут использовать в течение года. Немножечко о нашей команде. Наша команда состоит из 5 человек из сферы разработки, медицины и геймдизайна. Мы выпускники акселератора B8, который в Якутии проводится, и сейчас мы заканчиваем акселератор социальных проектов «Начни иначе», который проводится Impact Hub Moscow и Росбанком.
Также мы участники программы «Старт-1» от Фонда содействия инновациям и прочих конкурсов именно стартапов. Также мы резиденты технопарка Якутия и биомедицинского кластера Сколково. Наш девиз и вообще девиз команды Plenty Go – это реабилитация должна быть веселой для детей всех возрастов по всему миру. Спасибо. Вот по этой ссылочке наведите камеру, QR-код, и будут все ссылки на наши соцсети, на наши почты. Можете писать, мы всегда с радостью всем ответим, и мы очень ждем как вопросов, так и предложений о партнерстве. Спасибо. Большое спасибо, это было здорово, это было по-цифровому, продвинуто, и ставим оценки, не забываем. Ну, вообще, небольшой коммент, я всегда радуюсь, когда на наши площадки приходят представители бизнеса. Это такой для нас немножко ориентир, я бы хотела сказать, для некоммерческих организаций, и как совет, и, по-моему, я вам это говорила летом, мне кажется, и предпринимателям тоже неплохо бы посмотреть в сторону некоммерческого сектора, особенно если вы социальные предприниматели, уже даже в законе про вас написано, кто вы такие и кому вы призваны помогать, только тогда вас назовут социальным, а вы абсолютно 100% являетесь социальными предпринимателями. Я вообще за создание в этапах, конечно, в определенном этапе развития некоммерческой организации, за создание коммерческой организации, таким сателлитом, спутником. Это нормально. И в то же время, если вы социальный предприниматель, и вы видите, какие мы здесь разные, да, абсолютно, и мы тоже умеем партнериться, и мы тоже выходим на рынок и можем составлять вам конкуренцию. Вам, мне кажется, тоже интересно иметь свою в будущем некоммерческую организацию. То есть ничего сейчас не стоит на месте, все абсолютно. И здесь есть руководители социальных учреждений, которые, когда я приезжаю в ВУЗы, вы помните, я всегда говорю, пожалуйста, создавайте свои организации, ИП, ООО, НКО для развития, для возможности выхода за пределы и для того, чтобы вот мы уже сегодня подняли тему стратегии человеческого капитала и так далее, да, это, конечно, требует некого развития и выхода за пределы рамок, допустим, учреждений. Спасибо вам большое. И мы идем дальше. Альбина Варламова. Извините, да? Да, спасибо большое, что позвали. Я вот хотел буквально секундочку. Я сейчас в чат отправлю ссылку на наш сайт. Да, хорошо. Все, кому интересно, кто хочет узнать поподробнее, можете заходить, смотреть, и там тоже можете отправить нам какое-либо сообщение. Спасибо. Да, спасибо. Ярмарка на то и ярмарка, чтобы в чате написать, кто хочет, чтобы были контакты свои, фамилия, имя, отчество и сайты, телефоны, соцсети и так далее. Альбина Варламова, председатель общественной организации «Ресурсный центр», заметьте, ресурсный центр поддержки и развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Чурапчинском улусе. Сейчас, возможно, у вас интересы будут пересекаться. Мы очень хотим рассказать о ваших проектах. Мы знаем, что наши коллеги вас ориентировали и помогали в развитии ваших социальных проектов. Милости просим, 2 минутки, и потом подводим итоги. Хорошо, еще раз добрый вечер. Очень рада приветствовать вас, Ольгу Анатольевну, нашу Надежду Моисеевну. Огромное вам спасибо, во-первых, за то, что помогли нам реализовать вот такие прекрасные проекты. И немного хочу рассказать вот о наших проектах. Я сегодня вам продемонстрирую 2 наших проекта, которые называются «Радужные сезоны». Это победитель фонда президентских грантов. И второй проект «Логомобиль» – это победитель фонда «Абсолют помощь». Эти 2 гранта получены этим летом. Дальше можно, да, слайд? Ага. Немножко о нашем ресурсном центре. Наш ресурсный центр – это творческая группа педагогов и родителей, оказывающих помощь в развитии детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Основное направление – это консультирование, ежемесячные семинары, практикумы, служба ранней помощи и сопровождение наших специалистов. Дальше можно слайд, да?
Вы на экране видите основную модель нашего ресурсного центра. Несмотря на то, что мы очень, скажем так, молодой ресурсный центр, мы все-таки стараемся систематизировать нашу работу. И вот основные наши 8 направлений вы видите на экране. Сегодня вот более подробно расскажу о проекте «Выездной логомобиль» и «Радужные сезоны». Можно, да, дальше слайд. Угу. «Радужные сезоны» – это проект, являющийся комплексной системой коррекции и реабилитации детей-инвалидов в неформальной форме. Представляет 4 сезона: белый, зеленый, оранжевый и голубой сезон. Вся работа проходит, скажем так, сезонно в соответствии нашим природным, скажем, якутским сезонам. Можно, да, слайд дальше. Вот, например, вы видите образовательную программу зеленого сезона. Она называется «Лето Якутии». Это летний сезон, включает фито, сбор лечебных трав, лесная лаборатория, ЛФК на природе, работу контактного зоопарка, развивающие занятия в согласии с природой, мини-летний агрокомплекс по трудотерапии и грязелечение. Дальше. В рамках этого проекта мы разработали вот такой сайт, где наши клиенты, получатели услуг, получают информацию, и все наши вот видеозанятия, дистанционные услуги размещены вот на этом сайте. Дальше можно, да? К сожалению, вот наш зеленый сезон в связи с пандемией проходил в дистанционной форме. А сейчас мы реализуем уже в очном формате, только нас иногда закрывают, иногда открывают. Вот, дистанционный формат производился в основном через вот Zoom, и индивидуальные занятия даже практиковали видеовызовы. Услуги проводили логопеды, инструктор по ЛФК, занятия арт-терапевта. Также у нас сопровождал врач-педиатр. Дальше можно, да? Несмотря на то, что вот мы проводили летом услуги все в дистанционном формате, все-таки мы получили очень хорошие результаты. Так, из отобранных вот в лагере детей 40% у нас показали развитие в речевом направлении. И вот отзывы наших родителей прямо такие, было бы время, я бы вам показала, они вот в формате видеочата вот откликнулись и свои отзывы даже вот комментировали в форме WhatsApp. Дальше. Еще одним нашим проектом является проект «Выездной логомобиль». Логомобиль – это мобильная, целенаправленная помощь для развития здоровья и личности ребенка, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Наши специалисты в выездном формате осуществляют услуги. Это врач-педиатр, логопеды, дефектолог, специалист по ЛФК и массажист. Они выезжают по Улусу. Всего у нас должно быть охватиться 17 ночлегов. В данный момент мы, скажем, объездили 7 пунктов. Дальше. Вот видите наши услуги. Каждый ребенок с тяжелым диагнозом в ходе вот этих выездных консультаций получает сит-боксы, которые родители имеют возможность в дальнейшем сами заниматься с ребенком. И также вот дети с тяжелыми диагнозом получают возможность для дальнейшего сопровождения по скайпу, видеовызову и в формате Zoom. Ага, дальше. Так, у меня все, да? Кратко вот обзор наших проектов вы услышали. Спасибо за внимание.
Спасибо большое за интересные вести с Чурапчинского улуса. Здорово, что деятельность ресурсного центра помогает вам в ваших проектах. И, наверное, собственно, для этого мы и были созданы. Это наша миссия — помогать. И помогаем помогать, так скажем. Вот это наша миссия в данный момент. И сейчас хотелось бы в конце нашего мероприятия сказать, во-первых, всем большое спасибо за то, что вы есть, за то, что вы неравнодушны, за то, что у вашей миссии сострадать, помогать, заботиться, подставить плечо, протянуть руку помощи. Это здорово, это некое такое, мне кажется, человеческое чувство, которое здорово, когда оно у людей есть. Не все про деньги, не все про услуги, не все про рынки, про человеческие отношения и про неравнодушие. Это здорово, поэтому я выражаю вам признательность, благодарность. Спасибо, что вы пришли на нашу площадку. Мы сидим сейчас, обмениваемся с Надеждой Моисеевной и понимаем, что мы ярмарки проектов будем продолжать. И продолжать офлайн и онлайн. Это очень важно, это нужно для нашего развития, для того, чтобы мы не были в состоянии стагнации, а для того, чтобы мы находили партнеров. И я всегда говорю о том, что любой проект или даже бизнес-план можно реализовать в одиночку. Точнее, написать в одиночку, но реализовать в одиночку невозможно. Нам нужна команда, нам нужны ресурсы, в том числе человеческие, в качестве партнеров, соратников, друзей и амбассадоров, кстати. Это здорово, когда есть посол в организации, когда в попечительских советах и в органах управления есть человек, который ведет в свете к концу тоннеля, да, вперед организацию. Это тоже всегда здорово. А можно презентацию итоговую? Угу. И сегодня что в итоге мы с вами услышали, увидели? Во-первых, мы абсолютно не выдерживаем тайм-менеджмент. Я сейчас буду принимать решение о том, что в следующий раз мы будем делать очень большой запас времени. Возможно, мы чуть позже начали, но вроде бы у нас все шло по плану, но тайм-менеджмент у нас сегодня никакой. Зато мы познакомились, мы услышали, увидели друг друга. К нам пришли два федеральных эксперта, руководитель целевого фонда будущих поколений. Посмотрите на оценки ваших проектов. Могу сказать, как эксперт в социальном проектировании, что мы некоммерческие организации, или у нас, кстати, очень много сотрудников и специалистов учреждений детских, не всегда понимаем коммерческие проекты. Может быть, мы еще не знаем, как их использовать. И поэтому нам надо очень много, нужна пиар-компания, чтобы нам объяснить, как это работает. Я думаю, так. В принципе, все приблизительно выше 4,5, значит, это 4 с плюсом, значит, эти проекты нужны и важны, я вас всех с этим поздравляю. Уверена, что у нас сегодня произошли контакты, которые будут продолжаться, во всяком случае, точно уже Владимир Анатольевич взял у меня телефон Александра Спивака. Я думаю, что вы зайдете на сайт фонда Тимченко и посмотрите те практики, которые есть. Вообще не нужно и не стоит изобретать велосипед. Это здорово, когда мы изобретаем, но всегда хорошо, если мы подсматриваем, что уже имеется, да. И когда мы создаем некоммерческую организацию, мы также вначале исследуем, мы изучаем рынок, куда мы идем, есть ли потребность, сколько у нас детей-сирот, сколько детей с инвалидностью, сколько нуждаются в помощи здесь и сейчас, срочно, в логомобилях, в стационарах, в реабилитации, с применением технологий и так далее. Я хочу пожелать всем успехов, но еще следующий слайд давайте посмотрим. У нас все-таки, я очень просила, чтобы вы в чат написали или нам отправили на наши, значит, координаты в резолюцию ваши предложения. То есть мы говорили о проекте «Одаренный ребенок»,
Мы говорили о том, в резолюцию такое предложение у нас было, как разработать механизмы по стимулированию вовлечения бизнес-сообществ в социальные проекты и программы. Да? Это будет здорово, если наши сегодняшние участники не только гранты будут получать, не только на выставках будут представлены, не только с целевым фондом дружить, но и бизнес, допустим, Алроса поддерживает проект Юлии, да, Саханефтегазбыт поддерживает проект Plenty Go, допустим, ну кто, Сургут нефтегаз у нас поддерживает проект Жиганский и так далее. Вот в зоне присутствия Алмаза Анабара это логично, да, поддержка крупного бизнеса, микропроектов, микроорганизаций, в том числе некоммерческих. И вот мое было предложение развивать межведомственное взаимодействие, партнериться, социально партнериться и создавать проектную программу. То есть о чем говорил сегодня Владимир Анатольевич, о том, что сейчас идет какой-то стратегический подход полностью к детству как к человеческому капиталу, да, к нашим будущим поколениям. Так может быть, мое предложение прозвучит таким образом, что необходима проектная программа, в которую можно было бы включить все вот эти микропроекты, которые мы сейчас, для нас они, конечно, не микро, но с точки зрения республики, бюджета, инвестиций, они, конечно, микро. И, может быть, мы с вами создадим проектную программу, включим наши проекты и отдадим их на экспертизу целевому фонду будущего поколения, главе республики, объединению бизнес-сообществ и так далее. Вот мое предложение, например, такое, я его сегодня же отправлю в общественную палату. Но чтобы ваши предложения дошли до адресата, мы предлагаем отправить к нам. Следующий слайд, там наши координаты, по-моему. Да, вот сегодня с чем мы познакомились. Это я сделала такой дайджест, надеюсь, никого не забыла. У нас, к сожалению, не смог подключиться подросток, организация 30-летняя по поддержке опекунских семей, но там случилась проблема со связью. Вот это вот все те вы, кто сегодня презентовал. То есть я сделала такой маленький дайджест всех проектов. Вроде бы ни про кого не забыла. Следующий, последний слайд. Вот. Это мой личный телефон. Это наш адрес, наша электронная почта. Ярмарка будет полностью в записи на YouTube-канале нашем, наши соцсети. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Но, в принципе, мы завершаем нашу ярмарку. Всех благодарю, вы молодцы. Особенно тех, кто досидел до конца. 31 участник, это здорово. И если вам понравилось, тоже дайте знать. Да, и тут были вопросы, мы, по-моему, вроде бы на них ответили. Всем спасибо, сунтарские коллеги, вас было очень много, здорово. И видела Мегина Кангаласки, Валерия, здорово, что вы с нами. Вообще классно, когда есть друзья. Оно туспу, удачи, спасибо. Да, и спасибо Арктике, несмотря на связь, вы подключились. Арктические проекты просим вас нам присылать. Если у вас есть, мы хотим сделать статью о проектах в Арктике, посвященных детству, для Сахалайфа специально. Ну, до новых встреч, будем встречаться на ярмарках. Если нет вопросов, всем спасибо. Была рада. Надеюсь, что вам понравилось, и все было не зря.